Может быть, некоторые не очень не знают, но археологические находки, которыми занимаются в Чеченской Республике, нашли немецких солдат, каски, обмундирование, оружие на раскопках в Наурском районе. Чтобы было понятно, Наур находится за Тереком, то есть это северная часть Чечни. Это раз. Во-вторых, что касается пояснения тех слов, типа якобы мы не знаем, при чем тут казачьи станицы, якобы на которых напали, входили немецкие немцы, и что это не относится якобы к чеченцам, и что город Грозный был мононациональным, в основном там были русские. Вот эти все байки, сказки или исторические события мы прекрасно знаем. Но, может быть, этот человек, который недалекого ума, не понимает, что как раз-таки война была еще до того, как чеченский народ депортировали в 1944 году. То есть часть чеченцев и Грозный, который находился, крепость Грозный, которая находилась ранее на землях, опять же, чеченского народа, где было почти что до 26 чеченских хуторов, которые были уничтожены по спискам, все это знают, мы это публиковали. Кроме одной старой Сунжи, что они были остальные уничтожены при строительстве крепости Грозная. Может, этот человек не знает, но пытается, не зная своей истории, лезть к нам. От того, что он жил в ЧССР, это еще не обозначает, что он знает великолепную историю. Историю мы тоже знаем прекрасно. Что касается Второй мировой войны или Отечественной войны, в том числе, что бомбили окраины Грозного, знаем, где находится Горогорск. И чтобы было понятно, Горогорск от Висаитовского района – это самое близкое расстояние. Я не говорил, что в Старопромысловском районе велись боевые действия с фашистами. Но не факт, что в дальнейшем при изучении по этому хребту, Сунжинскому хребту или Терскому хребту, если будут дальше идти раскопки, потому что это буквально недалеко, если они доходили до Балгабека, то та самая, кто проживает в Чеченской Республике, прекрасно знают, что в Горогорске была дорога еще такая выложенная из камня. Многие старожилы говорили, что эту дорогу проложили, когда еще там находились немцы. Чтобы было понятно, еще раз говорю, Висаитовский район прямо прилегает от Висаитовского района до Горогорского буквально минут 20 даже езды, максимум, может быть 30. Это недалеко. Так что мы свою прекрасную историю знаем. А что касается, что немцы заходили только в казачьи станицы, и нету ни одного доказательства того, что в этих станицах не жил ни один чеченец, или что немцы оставляли чеченцев, их хутора, а проживающих там терских казаков убивали и уничтожали. Это чушь собачья. Ну и дальше этот человек продолжает и говорит, что здесь было Грозный многонациональный, и начинает переходить на новейшую историю, говорит, что якобы чеченские бандиты разрушили, и начинается о Первой Чеченской войне разговоры. Это целый памфлет огромный написали в Ютубе, и начинает переходить на нахчийские, теперь вот нахчийские истории, продажные там, про кадыровские, про и так далее и тому подобное. Послушайте, вам, наверное, удобно. Если что касается нахчийской истории, то, что мы сейчас называем свой народ Нахчи, как было исторически, как об этом и в 18 веке писали, и ранее писали, вам, может быть, не хотелось бы, чтобы сейчас так звучало. Чтобы было понятно, еще в 2018 году решением Академии наук
выведено постановление, я не знаю, как правильно, распоряжение, что правильно исторически называть не чеченская история, а нахчийская история, и это введено в исторический оборот с 2018 года. То есть официально уже Академия наук Чеченской Республики. И, пользуясь этим, на законном основании и историки, блогеры, исследователи чеченские, кавказоведы имеют право писать свою историю. Ныне говорят, что это нахчийская история, потому что здесь в основном это родина нахчи народа, это нахчийская история, это Нохчичу. И что закреплено на Конституции Чеченской Республики. И думаю, что если у кого-то есть с этим проблемы, то он может непосредственно обратиться с инстанции, высшей инстанции. Что касается проправительственные и так далее и тому подобное. Ну, послушайте, упрекать никто, я не буду называть имена, но ни один я не видел из соседних регионов. Ва алейкум ассалам. Дикду, ваша дикду. А хая الطريقة اللي ودنا تحوش عشان سوينسا. И БМВ обмыть я. Ладно. Что касается ангажированности нынешних исследователей, блогеров, я ни в коем случае не оправдываюсь. Мне как-то по барабану кто что-либо говорит. Для своих подписчиков. Хочу, чтобы понимали, если ты изучаешь свою историю, послушайте, упрекать меня как историка или исследователя, или как блогера, без разницы, выбирайте из этого трех терминов, какой вы хотите, но упрекать в том, что якобы мы не говорим, что были какие-то бандиты и так далее и тому подобное. Послушайте, в своей истории мы прекрасно, начиная с начала 90-х годов, заканчивая ладно, я так и знал, что так ты сделаешь. В любом случае, на протяжении с 90-х по 2000, может быть, 9 до окончания даже ГТО Чеченской Республики, до окончания Второй Чеченской войны, алейкум ассалам, достаточно грязи о нашем народе и о нашей истории вылили все, кому было угодно. В том числе и некоторые даже наши так называемые политологи, социологи со всей России, и в том числе так называемые братья, мусульмане и кровные братья. Все, кому не лень, обливали грязью наш народ, писали плохое, и никто не отвечал в основном. И вы еще после всей этой грязи просите меня или тех исследователей, которые делают свою работу, занимаются своим хобби, изучают свою историю, вы просите говорить, почему вы не пишете о своих бандитах и так далее, и тому подобное, что разрушили и так далее. У меня вопрос к этому доброжелателю, соседу, бывшему жителю СССР, который так сильно хочет, чтобы чеченские историки, исследователи, кавказоведы обливали свой народ и говорили, что новейшую историю можно рассказывать долго. Я до новейшей истории не дошел. Мы не можем никак со времен шейха Мансура и закончить Кавказской войной, не говоря уже о гражданской войне. Там очень много пятен, есть хорошее, есть плохое. Зачем мне рассказывать что-то плохое, если вы достаточно облили наш народ грязью? Вы столько обливали его. Со всех сторон, кому не лень. Достойные братья, которые боятся Аллаха, может, этого и не сделали. Те, кто искал братство, может, этого и не сделали. Но остальные, кому не лень, все обливали. И сегодня, когда исследователи, историки, да, кто бы ни был, начал сегодня изучать свою историю, выдавать ее информацию, ту, которая позитивная, той, которой не было, позитивная. На некоторых вопросах, конечно, можно рассмотреть и негативную сторону. Я очень много публиковал многих
кавказских историков, Ермолова публиковал, Деникина публиковал, и Берже публиковал, где нелицеприятные вещи, того же Ткачева публиковал, где нелицеприятные вещи говорится о нашем народе. Хотя это и российские, и иностранные писатели, историки, исследователи, я не знаю, назовите как автобиографисты, кем угодно. Достаточно много и плохого о нас описывают. Но чтобы сидеть и обвинять свой маленький народ, чтобы утешить ваше эго, тех соседей, которые никак не угомонятся и которые прямо так и зловещаты, хотят, чтобы мы между собой перегрызлись и начали убивать, чтобы у нас, опять же, вы же упрекали нас в том, что у нас была оппозиция, позиции горные, шатойские, ламроевские. Вы же сами в своих пасквилях, вот этих 90 страниц пасквилях, вы же сами видели это. Вы же над этим работали. Да, ну, видишь. Поэтому упрекались, что мы поделились. А сегодня наш народ, будь то в Европе, будь то в Панкисе, будь то в Ауфе, в Иордании, в Сирии, в Казахстане, в России, везде, кто есть, мы начали объединяться вокруг своей истории. Мы любим свою историю, мы любим свою родину. Различные политические взгляды, обсуждения политических взглядов, я прямо уж не видел, чтобы те люди, которые возникают, чтобы кто-то сверг хоть одного руководителя, кто-то сделал хотя бы, я не призываю к этому, ни в коем случае противозаконных действий не призывал и не говорил о них никогда. Но я не видел ничего подобного от вас, те, которые так хотят, чтобы мы критиковали свою власть или чтобы ссорили свой народ между собой. Это история. История показывает, с тех пор, как ее записывают, все навчийские общества, когда между собой ссорятся, проливается кровь, теряются территории, разрываются родственные узы и плодятся просто-напросто сироты, вдовы. Нам этого достаточно. Рассказывать нам про войну, про хорошее, плохое нам не нужно. Почему вы, те люди, которые осуждаете о первой войне или второй войне, вы не осуждаете никогда пьяницу Ельцина, который уничтожил фактически всю инфраструктуру, всю Чеченскую республику, уже Чеченскую республику, вас там он салам кидал, там приезжал, там другие места. Вы не говорите про него ничего. Вы даже не смотрите в северную часть. Почему? Знаете, потому что прекрасно знаете. Он развалил не только уничтожил Чечню, он-то весь и СССР развалил. Но это уже совсем другая история. Мы внутри у себя дома прекрасно знаем, где и какие болезненные точки у нас есть, были. Но мы пытаемся сегодня делать всеми путями так. Простые люди, я имею в виду. Простые люди, мы пытаемся максимально все объединиться. И вам показали. Наши братья с Ауха, с Иордании, с Панкиси, с Европы, с Казахстана, с России. Вам показали, что в историческом плане мы одно единое целое. Ни в коем случае не забываем, что было плохое и что было хорошее. Что-то я не видел ни одного случая, когда те люди, которые осуждают нас в основном, начинали говорить о том, какие плохие у них были в то время, в царские времена или в другие времена, чтобы вы осуждали и говорили, вот у нас были плохие такие-то, не знаю, солдаты, офицеры, власть плохая. Никто не говорит. Вы радуетесь этому, вы печатаете, портреты вешаете, то есть вы их герои, ордена все. А мы должны своих обязательно
подать анафеме. Вот ваше желание, чтобы одних настроить против других и ночью между собой дрались, а потом вы пришли и сказали, рисуя несуществующие карты, говорили, у нас там, да, Аргуна с одной стороны, другие говорят, у нас Аргуна до другой стороны. Нет, конечно же. Когда аргументированно факты и исследования в области истории вы не можете провести, вы переходите на личности, вы оскорбляете, вы прикапываетесь к тейпам, вы прикапываетесь к чему угодно, к финансированию, к тому, что кто-то мог прийти ко мне в эфир, кто-то высказался в моем эфире, будь то по вашим жалобам приходили высокие посты Чеченской Республики ко мне в эфир еще тогда, потому что вы жаловались, вы бежали и говорили. Но никто из вас не говорил, что да, есть проблема. Сегодня, вчера, позавчера люди, которые выходят со мной в эфире, говорят, ну когда же это прекратится? Вы не можете встретиться за закрытыми дверями, между собой разобраться и так далее и тому подобное. Ибраим, YouTube, Чермо, я еще раз говорю, повторюсь, дошли они или нет, сказать я однозначно не могу. Но факт то, что были найдены артефакты, то есть военная форма, солдаты, офицеры, раскопки были сделаны, вплоть до Наурского района есть. И я про дорогу сказал, что это народная молва. Я не сказал, что это исторический факт, что они построили эту дорогу. Или что это сделали пленные после войны. Я этого не говорил. Я же еще раз повторю, прослушайте еще раз. Я сказал, что народная молва, люди говорят, что якобы эту дорогу проложили немцы. Возможно, как ты говоришь, пленные немцы это ее проложили после. Возможно, другое. Суть не в этом. Но факт, что и до Горогорска, и до Наурского района, вплоть до Наура, на полях натыкались на окопы, в которых были найдены немецкие солдаты, немецкое оружие, советское оружие. Может быть, не было войны. Я же не говорю, что там были такие военные действия, как в Малгобеке, допустим. Но не подступили, не допустили этого. Вот о чем я говорил. Я что-то сбился. Где-то я до этого сейчас перескакиваю из одного места в другое, забываюсь. Так вот, переходя на личности, вы пытаетесь каким-то образом. И мне этот человек пишет, а нельзя было, чтобы не выносить между братьями этот ссор, договориться, встретиться с кем-либо вообще, историки, исследователи. Есть официальные письма, я их опубликовал, где приглашались для решения исторических вопросов даже между собой. Академия наук одной республики приглашала Академию наук другой республики. Это раз. Во-вторых, касающийся как такового с Дагестаном. В Дагестан ездят на различные симпозиумы, исторические мероприятия, так сказать, которые бывали ранее. И они приезжают сюда и взаимодействуют, и смотрят, и работают. Это по истории Кавказской войны. И никаких проблем нет. Если с одной стороны приезжают, и с другой стороны приезжают. Пригласили, не приехали, отказали, якобы где-то на какой-то газете что-то написали. Вы можете ознакомиться, это есть в книге, и в книгах есть, и в газете есть, напечатано было. Приглашали, не приехали. Еще в 2012 году приглашали, чтобы решить вопрос некоторые исторические. Сегодня никто не занимается упреками, никто не занимается фитной. Честно сказать, не занимается, я имею в виду с нашей стороны, не занимается. Я в своем, за себя говорю, за других я не могу говорить. Мы можем обсуждать долго, мы можем говорить сколько угодно, но написанное не изменить. Можно делать футболки, можно делать брошюры, блокноты, в музеях раздавать
я не знаю, все что угодно, говорить людям, что вот такая у нас была раньше карта, и настраивать на будущее, не сейчас. Многие люди, которые живут сейчас, думают, что это вот, сейчас вы оставьте, оставьте эту фитну, завтра ее не будет и так далее и тому подобное. Я бы хотел в это верить. Но некоторые моменты, которые мы рассматривали, они шли еще с 89-го года. То есть прошло после этого без малого 30 лет. А оно все накапливалось. Алейкум салам. Оно все накапливалось, и никто не решал этого. Выросла целая плеяда людей, которые на это уже собираются. Эти люди, работники исследовательских институтов и так далее и тому подобное, они собираются, круглые столы делают и говорят, что Ачхой-Мартан, вплоть до Ачхой-Мартана никогда не жили чеченцы там, до 18 или 19 века. И эти люди до сих пор работают. И никто ничего не говорит. Им не говорят, что вы разводите фитну. Оставьте, не говорите. Никто не говорит. Ни один человек. А если бы это было с нашей стороны? Представьте себе, члены Академии наук Чеченской Республики, в кавычках, собрались, сели и сказали, что вот два района, с одной стороны, два района, с другой стороны, там, с другой, третье, десятое, что вот это вот до такого-то, до 1810 года, вплоть до военной грузинской дороги была чеченская и так далее и тому подобное. Подняли бы большой хай и так далее и тому подобное. Поэтому, изучая историю, вы упрекаете, что были ли, не было ли исторически. Дикидон. Все, что происходило, сейчас, минуточку, когда идет эфир, параллельно отвечать по WhatsApp, конечно, мне не так удобно. Так, сейчас. Валикум ассалам. Вижарисы Это туба, очень трудно. щанахчика. Мы, каждый, конечно, может заниматься своей историей, но мне в день приходит минимум, это с сегодняшним уже VPN, сегодняшними проблемами Ютуба, Инстаграма, в это время приходит 30, 40, 50 ссылок в день. Это на каждой социальной сеть, где я есть. Посмотри, разберись. Здесь песня, здесь каста, здесь книга. Здесь в этой книге говорят, здесь в этом YouTube ролике говорят. Здесь нужно ответить, там нужно ответить. Дошли уже до того, что был тейп, который не трогали. Буквально вчера мне прислали ролик, где говорят, что и сегодня первый донат за долгое-долгое время от нашего брата Умара. Умар Дейрес Хейл. Да, Духуахуэл за то, что поддержал наш канал, за то, что поддерживаешь наш канал. Шаройский Лев, как всегда, поддержал наш канал, задонатил. Вот. За столько, за огромный промежуток времени, которое мы прошли вместе, изучали, рассказывали и историю, честно сказать, появились некоторые моменты разочарования. Есть и такое.
чем больше ты изучаешь, чем больше ты знаешь. Но, с другой стороны, вы знаете, все мои стримы, прямые эфиры в Ютубе, в Инстаграме, имеется в виду Инстаграм вещания, никогда не были настроены кого-то унизить, кого-то оскорбить и так далее и тому подобное. Они были настроены только для живых разговоров, дискуссий. Не материться, не приходя, говорить там, убегать. Нет, конечно же. Буквально неделю тому назад, 2 недели тому назад взяли вырезку от этого парня, его, который был с Валерикой, кажется, там, где он рассказывал. Опять же, я общался с чеченцем, с Нохчу Орство, моим однокурсником. Он позвал его в гости. И тут подключился еще 4-й человек. Я ему этот вопрос не задавал. И мне без разницы, кем бы он себя там не называл, где бы он там ни жил. Этот вопрос даже не звучал от меня. Закидывают, вырезав. Вот он сказал, что он такой-то, что он является там, несмотря на это, этот парень в основном-то и дома не живет. Ну да ладно, сейчас речь не об этом. А сколько роликов было, где говорили те или иные тейпы, мы чеченцы, мы нохчи. Много, много разных роликов было. Ни один из этих не показывает. Пытаются реанимировать какой-то вопрос. Реанимировать. Вот. Тот, кто делает это, еще раз повторюсь, видит во мне или показать во мне, что я вот явно против кого-то настроенный, против какой-то там группы или тейпа, или субэтноса, или этноса, народа, что я против настроен. Нет, конечно же. Нет, нисколько. Не настроен. Я как раз таки хотел дискуссии. Но те, кто приходит, как ни странно, всегда говорят только про комментарии, которые пишутся. Не говорят о своих комментариях. Так. И у нас еще один Ютуба задонатили с Ютуба наши братья свежари с Ютуба за Нохчихам. Вот такой вот донейшн прислали. Ютубовские братья ДРСХЛ за то, что поддерживаете. Не забывайте поддерживать наш канал. Да, Сильваш. И все же, обсуждая любые вопросы, никогда их начинаешь говорить, вот вас же, вот этих остальных, говорят, они такие же, как вы. Если они такие же, как мы, может, ко мне не стоит приходить, стоит пойти к ним и с ними поговорить. А мы тем временем будем заниматься своей историей. Не вашей, не чьей-либо своей. Так вот, прислали видео, 1,5. Взрослый человек, 60 лет, он говорит, что, оказывается, тейп Зумсуай и Тумсуай, он говорит, тоже ингушетик. Дошли уже до них. Странным образом. Раньше до них не доходило, вот сейчас уже дошло и до них. Якобы там какой-то предок у них был общий и так далее. И тому подобное. Тейп Зумсуай, Тумсуай. А потом мне приходится поднимать, я говорю, вот, посмотрите, они наши, не трогайте. Вот он, все молчат, вот он и так далее и тому подобное. Все молчат, я занимаюсь только своей историей. Но неправда, если вы думаете, что мы не знаем, что в тихом омуте черти водятся. Затихли где-то, кому-то завуалировали глаза, замылили глаза, а сами под этот шумок делайте свои делишки. Кто бы это ни делал, если это против нашего народа, это все равно теперь будет достоянием, и все будут об этом видеть.
И мне особенно конкретно начали писать, что закинул рикшу. Я не знаю, с каких это пор мы начали придираться к людям. И причем войнахисты, как их называют еще эти, адвокаты, начали писать, вот зачем ты закинул мужчину с хвостиком, якобы он такого закидывает и начинает оскорблять. Послушайте, мне какая разница, у него хвостик, у него бантик, лысина у него, короткая стрижка, длинная. Если он специалист в своей области, он закинул. Я этот ролик закинул только для одного. Показать тем людям, которые говорили, что статистические данные наши неверные, показать, что на самом деле данные Чеченской Республики как раз таки самые верные. Вот для чего я закинул этот ролик. А то, что он попутно говорит про Дагестан, там, Ингушетию, Карачаево, Черкесию или Кабардино-Балкарию, но извините меня, вырезать именно кусок так не получается. Это так не делается, там 3 секунды, чтобы, или 4 секунды. Там нету конкретно, там есть специалисты. С каких это пор вы начали думать и переживать за человека, у которого хвостик? Вы закидывали каких-то людей непонятных, нетрадиционной ориентации, слушали их, другого сумасшедшего, там он где-то проживал в Грузии, я не знаю, называя его самым чуть ли не крутым грузином, хотя он был осетином, закидывали и говорили, что посмотрите, он правду говорит, главное, чтобы он обливал грязью. Или другие там закидывали какого-то красного горшка и тому подобное. То есть вам закидывать любой ориентации это нормально, а мне закидывать специалиста, который говорит, что данные говорят, что чеченцы самые приблизительно верно выложили цифры, этого нельзя. Вот у страны очень люди. Адвокаты, так называемые адвокаты, что вам не нравится? Я что сказал, что мне должен я закидывать людей, которые только мужественны, только такой, знаете, мачо-мен закидывать только этих? Так что ли у вас получается? Сейчас я буду цвет глаз подбирать, цвет волос подбирать, этого закидывать, этого не закидывать. С чего это вдруг? Никто, по крайней мере, не опроверг его, не сказал, что он шарлатан, что он лжец и так далее и тому подобное. Он по факту выложил, сказал, что есть. Мне какая разница? И вам не позорно это закидывать и говорить мне, вот закинул, кого ты слушаешь. А кого мне слушать? Хорошо, скажите мне. Кого слушать? Клесова закинули, где он говорит, что это молодая ветка, отсоединились от чеченцев там, и так далее и тому подобное, наши там братья и так далее. О, зачем вы закинули? Он вообще не специалист по ДНК, он вообще такой-сякой. Все, нельзя его закидывать. Невыгодная вещь. Нет, вы проплатили. Я закидываю грузинских ученых, профессоров. О, сколько вам заплатили чеченцы? Грузинам пишут, своим любимцам пишут. Вам заплатили, вы поэтому пишете. Бедолага Джопола, который был всегда, во все времена, был кистинцем, был чеченцем. Начали его закидывать и писать, что вот он, Важеп Шавелла, написал свои поэмы. Важеп Шавелла написал свои поэмы про кистинцев чеченского происхождения. Об этом говорили на конференции, это доказывали ныне покойному Аслану, который там говорил, пытался указать, что якобы Джопола был, являлся ингушем. Не был он. Он был майстинцем. Майство это ногчи, это кистинцы. Как бы кто бы не хотел. А с другой стороны, начинают говорить, упрекают, что вот у вас якобы, если башни ваши, почему на вашей восточной стороне, на востоке нет башни, почему только у вас на западе или на юго-западе есть башенные комплексы? Ну как нету? Вы же сами
закидывали и сказали, что вон есть книга Аркадия Гольштейна, где говорит, восточные башенные комплексы, все они имеют чуть-чуть схожие с дагестанскими башенными комплексами. Сперва вы говорите одно, а потом говорите совсем другое. Так, и сообщение с Ютуба. Еще Войнахчик Омантир задонатили, такой аноним задонатил через Donation Alerts с Ютуба. Ютубовские ведут 2.1. ДРС Хейл за поддержку, за то, что поддерживаете наш канал. Так вот, и каким-то странным образом у вас в одном месте нету вообще у нас роста, так и есть об этом. Другой, тоже наш подписчик, мне пишет, он пытается вычурить всегда из ауховцев, пытается вытащить что-то, рассказывает, что якобы акинцы воевали против Тамерлана. Он мне написал, если что, не стесняйся, спросить ничего в этом нету. Но где сказано, что именно акинцы только воевали против Тамерлана? Вот это странно. Я слышал и читал, что часть своего войска Тамерлан отправил в сторону Ауха, а не в сторону акинцев. Ауха там написано. Не нужно делить акинцев и ауховцев. Все вместе, кто там проживает, и акинцы, и уарспай, и остальные, они все один, все под одним названием ауховцы, и все они ночью, без исключения. Мне это не стыдно и спросить, и проверить. Вот вам должно быть стыдно. Если, конечно, да, есть, я говорил и сам рассказывал много упоминаний, что чуть ли не с 1 века упоминается Акоки, Акисы. Но извините меня, вот эти места, которые описаны Акоки, Акисы и тому подобное, это прибрежные Каспийские селения были. То есть они фактически прямо были у Каспийского моря. А насколько я знаю, некоторые ученые утверждают, что акинцы и ауховцы, аухай, отличаются. Якобы акинцы были охотниками, а ауховцы, аухары, якобы были моряка, точнее занимались рыболовством. Аухай от этого термина, что это разные термины. Есть такие ученые, которые это пытаются разделить. Нас и так мало, вы вот по таким пустякам пытаетесь разделить. Это вот именно вот эти вещи сегодня позволяют не быть ауховцем всем единым целым. И частью всего чеченского народа. Вот так дробят. Даже маленькие 200 тысяч, 200 тысяч ауховцев. Даже их делят, понимаете, между собой. И есть те, которые ведутся на это. Потому что личные амбиции, тайповые амбиции, духовные амбиции пытаются поставить выше национальных вопросов. Что, конечно же, работает во вред всех ауховцев. Я, честно сказать, всегда думал так и считаю так. Недавно произошедший инцидент, бытовой инцидент, тоже я не стал его озвучивать. Опять же, все было известно, все как произошло, что произошло. И все новчи, не только живущие на границе с Аухом, знали об этом. Все те знающие, кто слушает, изучает, все это знали. Но я не могу понять одного. Нас и так мало, вы еще пытаетесь делиться. Вот. Остановили? Нет, не остановили. Создали новые каналы. Названия я говорить не буду. Есть, и скрины есть, где они пишут, начали опять закидывать. Говорить, что шатойцы якобы, сегодня мне прислали, шатойцы якобы били челом русскому царю. И раньше подписали договор, там 1600, то ли 57-м, они говорят, году, что якобы 3 старейшины шатойские,
челом били и хотели быть в подданстве России. Так еще раз повторюсь. Никто, не то что они, мы прекрасно знаем, что и Шахмурза, Шахмурза Акинский, Акопский подписал договор еще в 16 веке. Но эти договора, как вы их называете, они были очень краткосрочными, недолгосрочными, потому что не соответствовали интересам нашего народа. И они были местечковые. Не забывайте, что речь Шахмурза Акотского, когда мы говорим, это все-таки Восток. Только об Ауфе шла речь. 3 старейшины шатойские, которые вы 3 села с 3 сел якобы вы указываете, особенно варандоевцев вы указываете, кого-то еще там пытаетесь указать. Но ни Варандой и ни остальные, никто из Шатоя не подчинился им. Хотя этот договор был заключен только ради мира. Пытались каким-то образом противостоять. Это было тяжелое время. Но никто из этих 3 сел, ни Шахмурза Акоский не говорил, мы будем уничтожать чеченцев, дагестанцев, кистинцев, мы не будем и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Ни черкесов, ни адыгов, ни осетин, ни дагестанцев уничтожать будем ради вас и так далее. То нету в этих договорах ничего подобного. Да и писать не умели. Вот эти документы, которые вы так называете, вот эти селения написали, не писали. В то время, если и есть, посмотрите, поставить галочку, крестик, это шлейф один и тот же, как нужно, под которым нужно подписаться, дабы, чтобы их не трогали. Но этот договор даже не просуществовал и месяца. Как и те фамилии, которые среди 20 сел вы называете, кистинские села, и перечисляются там Экхи, Ирвай и Нашпай. Но последние 3 у того же Вильгенштейта и остальных говорит, что они не шли дальше по этому договору. И они входили в состав этого договора дальше. А взял их или Вильгенштейт, или кто зафиксировал, взял их просто потому, что этот пятачок, Галанчожский район, был взят просто за одно место. А остальные дальше. Это не пошло. Это не как сейчас интернетом позвонил, сказал. Это сегодня от Ачкой-Мартана до Ауха можно буквально за 30-40 минут доехать, если что-либо случится. В те времена, чтобы проехать это расстояние живым, здоровым, нужно было день-полтора, если не больше. Почему вы судите, я не знаю, как и что, чем вы мыслите, какими категориями вы мыслите, мне не понять. Заключил договор, и да в чем упреки-то? Упреки в чем? Историю, при изучении истории нашего народа, даже вот возьмем шейха Мансура, нету такого, что шейх Мансур с первого дня вышел, пытается объявлять священный газоват и тому подобное. Нет. Вначале терпеливо, он не говорил ни воевать, ничего. Об этом вы можете дойти достаточно документов. Он призывал всех вернуться к исламу, справедливость. Но политика была царской империи в то время немножко другая. Их тоже можно понять. Иная религия, магометанская религия, его уже и назвали лжепророком. Вы не забывайте. Почти во всех документах он записан как лжепророк, мессия, лжемессия и так далее и тому подобное. Это речь о шейх Мансуре. Шейх Мансур никогда не говорил, что он пророк.
так далее. И тому подобное. Он лишь призывал к власти, чтобы вернулись к исламу. Не приняли ислам, а вернулись к исламу. Там были ранее, Бех, шейх был, и остальные были ранее, которые распространяли ислам. Даже во времена Ташухаджи Саисанского говорится, что Ташухаджи доходил с призывом вплоть до адыгов. Я так понимаю, это малая Кабарда. Возможно. А может быть и нет. Может, территориально он дальше шел. То есть призывая братьев адыгов к исламу. Где находится Аух, где он был наибом, одним из самых авторитетнейших ученых и воинов, а где находятся адыги. Это уже после реконкисты, то есть это не те времена, когда до шейх Мансура, когда Малая Кабарда, когда кабардинские беки управляли чуть ли не до Герменчука и не до Гудермеса плоскостные территории. Это не тот период, это же ближе к 19 веку. История, она интересная. Что касается да, абсолютно верно, Мамут. Я еще раз говорю, договор, акт, присяга, да без разницы, без разницы. Что бы то ни было, я ни в коем случае никого не упрекаю в этом. И никогда не был. Ну, кто-то подписал, кто-то добровольно, кто-то не добровольно. Мне без разницы. Это история всего лишь. Это всего лишь история. Ну, зачем упрекать? Все посмотрите. Самый главный документ того, это даже не шатоевские 3 селения, старейшины этих селений. Нет, конечно же. Это в первую очередь, это договор Шахмурзы Акотского, самый сильнейший и очень важный документ с Московской Руси. Тогда, когда нужно было, это было выгодно. Он вместе с кабардинскими беками, адыгскими беками заключил этот договор. Без посредников, чтобы быть и управлять своими землями, чтобы быть наместником. Но там в договор входили многие интересные и важные пункты для того периода. И распространять иную религию, не строить там церквей и так далее и тому подобное. Но все это было нарушено после того, как Россия, царская Россия, начала дальше распространять свою империю. Как бы сделала и как бы сделали и остальные там. Нет, не сделал. Ну, есть небольшая хитрость со временем. Я пока взял временно у нашего брата телефон. Мой телефон накрылся. Экран полностью полетел, не показывает. Взял телефон, пока через него вещаю. К сожалению. Но потому что получился. Синий, зеленый цвет, красный, больше и лучше. Но, извините, не всегда получается. Дальше мы говорим об периоде, да? И еще. И многие, еще раз повторюсь, буквально недавно я нашел документ, где подтверждается, то есть эту гипотезу, честно вам скажу, клянусь Аллахом, я не знал ее, не знаю, знает ли об этом Натаев, Натуев, правильно, как его там. Не знаю, насколько он владеет этой информацией, но все было именно есть так, как я вам рассказывал. Хочу пояснить вам, о чем речь. Почему называли инородные, то есть нагайцев, хумейков, сюли, ну и так далее, разумки и так далее. Остальные их называли инородными тейпами. Об этом пишет ученый, советский ученый. Я обязательно его опубликую. Где четко написано, что любой человек, который просил политическое убежище и находил его
на территории Чечни, его народность, какой бы он ни был, кумык, нагаец, аварец, даргинец, кто бы он ни был, какой бы у них народ не был, миллионным, полумиллионным, его опускали до уровня тейпа. Уровень тейпа. Не уровень народа, а уровень тейпа. Это была большая мудрость нашего народа, который показывал, ты можешь быть каким бы ни был, но здесь твой уровень равняется только нашему тейпу. Это великая, правильная и мудрая вещь наших старейшин, которые принимали это решение и говорили, хоть они зафиксированы в дальнейшем нашими этнографами, как тейпы и народные тейпы, запомните, они не являются чеченцами. И до сих пор те селения, которые есть в Чечне, кумыкские, нагайские, хоть их по статистическим данным последним совсем немного, там всех вместе даже 4% они не достигают, чтобы вы понимали, они до сих пор, хоть и проживают здесь 200 лет, называют себя и говорят на своем родном языке. Они и кумыки, и нагайцы, и аварцы, и остальные турки, месхетинцы и так далее и тому подобное. Натуев написал, там перечислил, вы начинаете, вот у вас есть нагайские тейпы. Есть. И они проживают, они получили в свое время политическое убежище здесь. Понимаете? Башлам, ассаламу алейкум, ты видел ролик ДНК? Да, видел. Конечно, видел. И этот ученый говорит, что их опускали до уровня тейпа, чтобы вы понимали примерно, как это будет. У нас есть маленькие тейпы, которые там доходили, есть некоторые, которые вымерли, есть тейпы, которые доходили где-то, доходят и сегодня, доходит до 1000 человек. Это тейп маленький. А он пришел с соседнего региона с имамом Шамилем, или шейхом Мансуром, или с Бейбулатом Таймиевым, или с Ташу Хаджи Саисанским. Привели, поселили там, позволили поселиться на этой земле, чеченской земле. Или он пришел с царской России за то, что служил царю там. Или он пришел в советское время за то, что он там ветеран Великой Отечественной войны. Или он приехал во время депортации, пока чеченцев не было, поселился там. Без разницы, когда бы он ни поселился, его опускали до уровня тейпа, где 1000 человек. А здесь может быть полумиллионный народ, но его опускали в Чеченской республике. Он не народ, он всего лишь на уровне тейпа. В этом есть великая и благодать, и умный подход показывать всем соседям, что наш тейп уровень вашему народу. Это не высокомерие, это аристократия, кровь в крови аристократия. Любой тейп, Зумсуай, Тунсуай, Чанти, Чинхуай, Чунгруай, они уровень любого из этих народов. Тейп уровень их народа. Они показывали свою принадлежность и то, что они хозяева на этой земле. И они тут ни упрек, ни унижение этим тейпом. Нет, ни в коем случае. Но это
наша Родина – это один из лакомых кусков, где проходили очень часто войны. Я хочу, чтобы вы понимали, о чем речь идет и к чему я это веду. Если Натаев о своей книге где-то написал, что у нас есть... Ибраим, время закончилось, из-за этого выкинули. Это не наш телефон, поэтому... телефон, я чувствовал, что мы отсутствуем. Поэтому попроси прощения у наших ютубовских подписчиков, что прервалось. Чтобы было понятно, что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, все, что происходит, происходило все во все времена. Были военные гарнизоны. Я поясню вам почему. После завоевания Ермолова заселен Терек. Левая сторона Терека была просто от Кизляра до Моздока вплотную закрыта терскими казаками, заселена терскими казаками. Вот так появились терские казаки. Дальше, в раннем периоде, когда прислали, опять же, начинают упрекать и говорить о калмыках. Но здесь, как таковой, калмыков нету. Я не знаю, может быть 0,001%. Насколько я знаю, ни одного селения, никакого тейпа нету, чтобы были от калмыков. Что касается нагайцев, они живут компактно в своих селах. Мохник-Ошт, Шилковской район. На чеченском Мохник-Ошт, а на русском языке Шилковской, Каргалинский, он называет его некоторые. Вот в этот период они проживают там, компактно проживают. И опять же, никакой ассимиляции со стороны чеченцев нету. Никакого насильного, чтобы они говорили в чеченском языке, нет. И проблем с нагайцами, ни с нагайцами, ни с кумыками нет. Точно так же и кумыки. Что касается моментов, якобы упреков некоторых больных шизофреников нарнийских о том, что женились на другой национальности. Но, извините, тут я не могу сказать, что есть на Кавказе народ, который вообще не женится. Гомки и кумыкшбу. Гомки – это кумыки. Газгомки – это лакцы. Сюли – это аварцы. Дидой – это дидойцы. Анди – это андийцы. Цадахро – это цудахарцы или даргинцы. Лезгуа – это лезгины. Гебертлой – это кабардинцы. Адхвай – это адыги. Абзуай – это абазины. Эрмлой – это армяне. Гюрджи – это грузины. Хири – это осетины. Галга – это ингуши. Галгаски – это терские казаки. Хункрой – это турки. Кого еще вам назвать? Кого я не назвал? Но остальные маленькие народности, допустим, в Дагестане всех под одно название говорят сюли, но это неправильно, конечно же. Но всех я вроде бы перечислил, все, кто с нами граничит. Всех, кроме армян, они не граничат, но однако у нас есть с ними тоже некоторые, как говорится, по Урарту. Галгаски и Галга, почему этноним? Они не этнонимы. Галгаски – это крепостные казаки, а Галга – это ингуши. Вот. Всех вроде, все национальности я назвал. Урда, турков назвал, турков месхетинцы, турки хункрувай, олвай, хейсунхуш. Я не знаю, может какая-то национальность, которую я не назвал, честно сказать. Вроде всех назвал. Вот. А что касается чистоты. Чистоты, которые якобы некоторые люди
пытаются сказать, что вот они чистые, остальные. Нету ни одной национальности. Башлам, онки, турк, шмабат, цабу, бахаха. Ассам цаба, гомки, турк, шбу. Гомки это кумыки, турки это хумкрвай. Я не знаю, что я не так говорю. И даже вполне возможно, я не знаю, возможно, у нас, у чеченцев, есть даже и вот между осетинами. Хири не всех называли, я так уверен. Потому что, если я не ошибаюсь, дегорцев, иронцев по-разному называли. Сейчас я точно название не помню, чтобы не соврать. Вот. Но обязательно опубликую. Дальше. Смотрите. Что касается... И об этом есть книги, вы можете посмотреть. Достаточно этнографы, которые написали, к каким фамилиям и кто относится целыми родами. Про Дагестан я молчу, там за 40 национальностей, 38-40 национальностей. Там, само собой, никто не говорит о там якобы чистоте и так далее и тому подобное. Что касается адыгов, они тоже эту тему вообще не поднимают, и они, наоборот, пытаются всяким образом объединиться максимально. Осетины, южные, северные тоже вроде бы не говорят, вы чистые, мы не чистые, тоже нету, они объединяются. Пытаются объединиться Южная, Северная Осетия, по крайней мере. Как таковое среди них я не слышал, что они прямо там ненавидят друг друга. Да, там есть небольшая ментальность, но в принципе как таковой нету. Балкарцы, карачаевцы, тут, конечно, небольшие проблемы есть, но это, опять же, они не единородны. То есть они не те же самые, там, допустим, нельзя сказать, что они относятся к адыгской семье. Карачаевцы и балкарцы. Но даже они, в принципе, как таковой, пытаются между собой объединиться. Нагайцы то же самое. Да, нагайцев я не назвал. Я назвал кумыков Ноги. Не Ноги, а Ноги. Ноги это нагайцы. Ноги тейп, нагайский тейп, якобы снизили его до тейпа, хоть это и народ. Для того, чтобы не как народ они представляли нашу республику, а они на уровне всех остальных чеченских тейпов. А Нохи это чеченский тейп, относящийся к гендергноевцам, гендергной гарду Нохи. Да при чем тут они кавказцы? Я не говорю кавказцы, я сказал наши соседи. Я сказал наши соседи. Так, и я так смотрю с Ютуба, сегодня прямо Ютуб с Ютуба задонатил Тамерлан. Тамерлан, ДРС Хейл, Баркалла, то, что поддержал. Пока ведут наши ютубовские братья по эфиру, донатят, поддерживают наш канал. Вот. Огромная благодарность ДРС Хейл. До свидания. По тому, что сказали, дальнейшая фиксация в Тухумы, там, Шахары, там, я не знаю, Вары, Гары, Динто и так далее и тому подобное, это уже более поздний период, как там Мамакаев и остальные начали записывать, они по схеме непосредственно дагестанцев начали сделать. Ютубер Хуай. Башлам, объяснить тупым нарнийцам, что наше самоназвание не обязаны знать другие народы. Объясняю тупым нарнийцам, тупобараны, тупонарнийцы и так далее и тому подобное. Поясняю, что самоназвание в самом слове самоназвание, уже, если вы не тупые бараны, вы должны были понять, что самоназвание нашего народа, Нахчи, не то, что нас должны знать там все остальные.
Понимаете? Это как раз таки в одном слове уже должно понятно быть, что самоназвание нашего этноса Нахчи. А были ли они в тот период? Говорит армянская география 7 века. Об этом говорят грузинские источники 14 века. Уже двух этих источников, уже не говоря о дальнейшем, то, что подтверждают, и вне всякого сомнения, на 1,000,000,000% в том, что мы потомки Ноха, алейхиссалам, никакого сомнения нет. Но вопрос не в этом. Тут просто-напросто идиотизм доходит до такой степени. Мы не говорим, вот я сейчас буквально нашел еще один момент, как бы нас кто ни называл, чтобы было понятно. Представьте себе картину: Америка, Северная Америка заселяется европейцами, испаноговорящими, или же на португальский язык, или испанский, ну без разницы, с Европой, или викинги. Вообще говорят историки, что первую Северную Америку открыли викинги, но не суть, не в этом дело. Вы представляете, вот после того, как появляются коренные индейцы, одни называют бледнолицые, краснокожие, другие называют там, не знаю, и так далее и тому подобное. Но это же не обозначает, что у них самоназвание такое. Будь то гуроны, ацтеки, амазонки, я не знаю, кого как кто называет. Самоназвание — это народ как себя они сами называли. Посмотрите вообще, как появились, от кого появились немцы, французы и итальянцы, кажется, или англичане. От одного короля, которого звали Карл Великий. От него 3 сыновей, и 3 разделились на 3 государства. И сегодня они каждый живут по отдельности. Хотя отец у них единый, один отец. Это как сегодня доказать, кто раньше, как называли и так далее и тому подобное. Вот такая же разница. Наше самоназвание Нахчи, или уже более сегодняшним литературным Нохчи, это самоназвание. Знали, а кто знал вас? Послушайте, закрытое общество. И есть некоторые общества, которые живут в лесах Амазонии, в Южной Америке, до сих пор, которые не знают их названия. В мире не знают их названия. Если их даже нашли, то не знают. Это узкие специализации, которые знают. Или тот, кто первый ученый пришел, он дал им название, его фиксируют. Вы должны это были понимать. В то время наше общество было более закрытое, в горной чаще скрывалось. И не было никаких там за Сулаком жили сюли. С другой стороны, не было так много людей, не было еще до великого переселения, закрытое общество. Кто должен был нас знать конкретно? Или кто зафиксировал письменность, когда появилась, кто как записал? Но, извините меня, так можно сегодня говорить бесконечно. Так что я понимаю, что вы имбецилы, что извилина ваша настолько напрягаться, любое название, просто ненависть. Это ненависть, это презрение, это, я не знаю, это называйте как хотите, но только чтобы не признать чеченский Нохчи народ, чтобы вот не позволить просто-напросто. А сами могут говорить и о динозаврах, и о йети, и у нас есть такие же. У нас тоже есть такие, которые там про яйца динозавров и так далее тому рассказывают. Я своих не выгораживаю, не думайте. Но факт остается фактом. Самоназвание народа, если мы конкретно вот мы только вас так называем, мы вас так, извините, так и вы появились буквально недавно. А вас узнали только когда? Кто узнал? Под общим названием дзурдзуки, кисты нас знали. Грузины, допустим.
А потом даже грузины 18 века, ваш великий Вахушти Багратиони, записал, опять же записал, Глигвы отдельно, Кисты отдельно, Дзурдзуки отдельно. Почему же он не назвал всех одинаково? Никто не задается вопросом. Сейчас уже Гелия назвали, ранее говорили о гаргарейцах, там про Артему сказали, что троглодиты и так далее и тому подобное. Ну, название может быть какое угодно. Некоторые приписывают к аланам, некоторые приписывают к сарматам, скифам приписывают, к амазонкам приписывают. Но о ком шла речь? Кто может это доказать? Каким образом? Подумайте сами. Дальше. Башлам, интересно, кто проживал на территории Ставрополя до заселения этих территорий казаками? Территория Ставрополя. На Ставрополе не было как такового названия. Это определенное время эти территории принадлежали, часть принадлежала, не часть, а принадлежала Хазарскому каганату, хотя некоторые говорят, что такого государства нету. Аланское царство тоже захватывало часть Ставропольского края, нынешнего Ставропольского края, хотя нет. Аланское царство все-таки не захватывало вроде бы. Но в основном Ставропольский край, вот эти Кисловодск, Авминоводы, вот эти части, они принадлежали, горная часть принадлежала адыгам. До этого, чуть ли не до Дона, якобы принадлежала, есть такие версии, что принадлежала Навчиматьянам, но опять же, говорить об этом можно, но доказать как? Там и скифы проживали, там и хазары проживали, там и адыги проживали, там и нагайские племена, там 14 век, 12, 13 век уже под Золотой Ордой монголы, потом татаро-монголы, ну, потом нагайцы, потом калмыки. Я имею в виду не Ставропольскую и эту часть, всю степную часть говорю. Дальше. YouTube наш. Башлам гумки вейх бюлбубок хазна хумбак ал цунах лаяци. Гумки вейх бюлбац, гумки это кумыки, просто есть некоторые там разговоры, что некоторые как записались под кумыков, так и остались кумыками. Но по ДНК, когда сдаешь, только ДНК может показать, что они являются чеченцами, некоторые. В 7 и 14 веке нахчи называют соседи. Абсолютно верно. Я это сказал. Башлам, а почему нет сомнения? Кумыки же сюли. Кумыки не сюли. Кумыки это гумки. Сюли это аварцы. Тебе уже объяснили, что сюли это аварцы. Нас арабы называют чешане, а арабы древний народ. Если у них есть название нашего народа, значит нас знали еще с древних времен, в отличие от нордийцев, леонин, так и так далее. Ну, арабы, башлам, кто Галгай называет Галгай, я имею в виду соседние народы. Мне, честно сказать, нету дела до их истории, до Галгай. Давайте про свою историю поговорим. Так, дальше. ДНК дайельч войнюк болш махуш. Но иш войнюк болш хельч царь признавать диастагальч хули, он уж будешь. Я еще раз вам говорю, есть случаи, когда мы провели исследование, нашли родственников, Мича Ашбу, Нажиюртабу, Мюлштейпом, все узнали. Но когда у него на старости лет брали интервью, он сказал, я себя считаю, я кумык. После этого я об этом человеке знать не хочу. Имеется в виду, если он... нету никаких проблем с кумыком, чтобы вы догнали, о чем я говорю. Если он говорит, что он кумык, все, он мне не интересен. Я буду говорить о своем народе, а о нем пускай говорят кумыки. Если он сюли, он мне не интересен, пускай о нем говорят сами сюли. И так далее и тому подобное. Если человек себя причисляет к другому народу, есть достоверный хадис, посмотрите, он найдет свое наказание у Всевышнего Аллаха.
Но если ты знаешь, я знаю, и были моменты, и в новейшей истории, когда переписывали, когда там назывались другими именами, фамилии меняли, ради того, чтобы спастись, это один момент. Но когда тебе задают прямо в лицо вопрос, ты какой национальности, если ты Нохчу, ты должен говорить Нохчу. Потому что Нохчий народ один из достойных, смелых народов, автохтонных народов Кавказа. Прикидываться кем-то, любыми другими национальностями, по мне, этот человек недостоин даже того, чтобы его обсуждали. То же самое, если он прикидывается чеченцем, являясь там другой национальностью. Он должен сказать, я такой-то, такой-то. Я живу в Чеченской республике, но я по происхождению он. Все, никаких проблем нету. Никаких проблем нету. Он брат, он мусульманин, но он должен сказать, от кого он произошел. Он не должен говорить на моем языке и пытаться меня обмануть и говорить, что я этой национальности, если он таковым не является. Что касается там 7 поколений, они себя чувствуют, не чувствуют. Эти вопросы, они немножко, я не знаю, это как посмотреть, это немножко философское мировоззрение этих людей. Я не знаю, как бы я поступил или кто-либо. Если бы я узнал, мне не стыдно быть любой другой национальности. Если я таковым являюсь, там, если я другой национальности. Но если я являюсь представителем моего народа, я должен сказать, что я Нохчи. Мои предки, прапрапрапредки, все были Нохчи. И все. Понимаете? И здесь нету, если ты адыга, если ты там другой. Все. Если ты являешься чеченцем, Нохчу, говоришь, что ты другой национальности, этот человек недостоин даже не внимания, он достоин презрения. Потому что он конформист, приспособленец, он готов назваться хоть кем угодно. Главное, чтобы найти себе выгоду. Таких людей я презираю. Я лично, это мое личное мнение. Хороший ли ты, плохой ли, как и в любой нации, есть и хорошие, и плохие. Никто ничего не говорит. Что касается семейных отношений, я вам сказал, у нас, альхамдулилля, все по отцовской линии. Если были и проблемы когда-то там, женщин было мало, или, я не знаю, далеко, неудобно жениться, и женились там, кто-то украдет красивую казачку, я не знаю, кто-то украдет красивую там осетинку или кабардинку, женились там, на грузинке женился там, один дышный, который князем себя называл. Ну, ничего тут такого нет, но от этого дети их не становятся грузинами, кабардинцами и так далее. Ежели произошло каким-то образом и вышла замуж за адыга, и от адыга родила ребенка, он не будет чеченцем, он не будет Нохчу, он будет адыгом. Но мать его будет там происхождением чеченским. Чтобы вы понимали. Я не знаю, у меня нету такой мании, чтобы приписывать чужие тейпы к себе. Ну и отдавать своих тоже неправильно, я считаю. Да, есть путаница вопросов. Есть те, которые говорят, Анди тхонохчиду. Это правда. Анди, которые говорят, Анди отдельно ду. Это тоже правда. И Анди, которые говорят, мы сюли там, допустим, если есть такие Анди. Это тоже правда. Это как и с, допустим, есть чеченский тайп Галва, есть отдельно Галва, как народ. Ничего такого нету. По мне это нормально. И да, это и везде, потому что некоторые люди, которые позже спустились или более, не знаю, по разным причинам не женились, ни с кем как бы нет у них с другими тейпами даже
с другими народами уже говорить. Нету родства, но они немножко, они немножко начинают так, вот мы самые чистые. А вот это уже немножко, не немножко, а с точки зрения ислама и религии нашего от Всевышнего Аллаха, это неправильно. И там чисто, вот только чисто свою линию. Я не знаю. По мне это немножко, то есть, цан ногчи чу, вож тайпа ногчи яли, это нормально по мне. И да и сегодня проблем с этим нет. А чисто поэтому можно понимать по-разному Натаева. Он хотя объяснил, он говорит, я ничего нового не вел. И народные тейпы, которые записаны, сколько их там, 6, 7, 8 тейпов. Но возьмите книгу Мальсагова. Чеченский-то народ, Нохчи народ большой. Возьмите. Я почему говорю только за Ингушетию или там за ингушей, кто упрекает больше всех нас в этом. Дагестанцы нас в этом не упрекают. Вот некоторым сейчас начали, вот наших там в Чечне так много наших. Да немного. Это байки. И пройдет 200, 300, хоть 500 лет пройдет, Нохчи никогда не забывает, кто пришел. И в каждом селении до сих пор сегодня знает, кто есть кто. Валлахи, биллахи, талахи знает. Даже сейчас нынешнее поколение знает. И это неправда, что они знают. Знают, все знают. Кто-то об этом говорит, а кто-то об этом знает, но молчит. Кто-то сомневается в этом. Вот. Немного, но есть. Они пришли, они со времен Шамиля кто-то поселился, кто-то со времен шейха Мансура поселился, кто-то со времен Бейбулата Таймиева поселился. Опять же повторюсь, кто-то во время депортации поселился, кто-то во времени там, и так далее и тому подобное. В разное время поселились здесь и живут, и никто сегодня нету претензий к ним. Их никто ни в чем не упрекает. Ни в коем случае, упаси Всевышний Аллах. Нет. Но говорить и упрекать нас о том, что у вас есть, нет, да еще раз повторюсь. Возьмите книги, там все написано. Нохчи, я хочу сказать, не позволяйте себя обманывать, не позволяйте себе рассказывать сказки. У наши ученые настолько некоторые глупые, ученые, грубо говоря, которые просто-напросто брали у другого ученого и переписывали, от себя допустили большие ошибки, даже в инородных тейпах якобы. Туркуай нету такого тейпа. ДНК сдали, они чистокровные чеченцы, они из области Нашхи. Это ветвь Нашхоевская, Туркал Ошо, Меттир Хабырбуш. И у них чисто J2. И они не имеют никакого. А реально знающий чеченский язык знает, что турков называют Хунгруай. Турцию называют Хунгермах. Вы должны понимать. И те, которые живут в Панкисе, в Панкисе живут Нохчи, это чистокровные Нохчи. Там минимальное соотношение, кто-то женился на грузине. Минимальное. 0,01%. Что касается ауха, там может быть 0,01%. Даже ауховцы не сильно роднятся с другими. Ерш Силю буй, ерш Гюрджи буй, Ерданя беш там Арбой буй бац. Они каждый сохранили наш диалект, нашу кровь и сохранили, имеется в виду, Шайнохчел ларди на царь. И сегодня некоторые пытаются это перекинуть туда, сюда, налево, направо. Чемпионом мира становится, он наш. А никто, он просто работает тяпкой, без разницы, какой он там, к кому он относится. Так не должно быть. Где бы ни находился Нохчу, мы одно единое целое.
Валлахи, вот мечты, которые есть у нашего народа, о единстве, о государственности, там, ну, я вообще говорю, да, гипотетически, там, присылают эти карты, а правда наша территория вот такая, а правда нас столько, а правда сейчас вот это, здесь убили, там убили, нас меньше, нас больше, там и так далее и тому подобное. Духдахаш. Все зависит от вас. Все зависит от вас. Прирост населения зависит от нас. Единство нашего народа зависит от нас. Мне без разницы, Мелхеву и Тирову и Эхкеву и Ялам Эхкеву и Чэнти, Чебила. Это мой народ. Это все ногчи. Все без исключения. Они не предавали, они не продавали свою родину. Понимаете? Поэтому я тоже слышал, что гумки Анди когда-то ушли с Нашхой в сторону Дагестана. Но эти вещи я не буду говорить. Это сегодня покажет только ДНК-тест. По ДНК можно узнать, от кого они произошли. По крайней мере, с кем они имеют родство. Валикум ассалам. Поэтому, ну, осетины говорят Дударову, допустим, что они являются там, грубо говоря, осетинами, там, княжеский род. А данные, все, многие данные, которые есть, исторические данные, говорят, что Дударовы являются чистыми ногчи. То есть эхкой. Понимаете? Все. Джокола не станет никогда в жизни ингушом. Джокола есть и был, и остается майсту. Понимаете? Хельдеровы не станут никогда грузинами. Мялхи не станут ни грузинами, ни ингушами. Эхка не станут. Название тейпов и одна единая родина, она о многом должна говорить. И никогда она не... Единственное там, насколько я знаю, 2 селения остались в Грузии. Там на картах 19 века они наши, а потом через определенное время они уже перестали быть нашими. 2 селения. Я так и не опубликовал. Опять же, я ничего не говорю, но на картах Терской области они входят в состав Чечни. То есть они чеченские селяне. На сегодняшний день 2 эти селения находятся в Грузии. Не знаю, может быть они и до того, как вошли в Терский состав, были грузинскими. Я не знаю, по крайней мере. Такой информации у меня нет. Но они были в Чечне, а потом они стали уже Грузией. Вот. С грузинами как и хорошие отношения были, как и плохие отношения, плохие имеется в виду. Нельзя сказать, что с этой стороны не заходили царские, заходили, воевали против, само собой, наших горных обществ. Это ногчи, нету никакой разницы. Вот чеченцы восточные смешались с калмыками. Ну, вот просто-напросто, настолько реально тупорылые люди. Реально тупорылые люди. Ногчий народ по своему количеству был всегда больше и нагайцев, и калмыков вместе взятых. Всегда в количественном отношении. Их стало больше за счет нагайцев. Да где? Где эти примеси? Чтобы вы понимали, за 100 лет человек не меняется. Эти нагайцы как поселились в 16 веке, эзотериками в этой части, они до сих пор не поменялись. Они как были монголоидной расы, так и остались. Они мусульмане, они наши братья. Но они остались такими же. Прошло столько лет, они не поменялись. Да и ногти не поменялись. Кто рыжий, кто большим носом, кто маленьким носом, кто черный, кто с синими глазами. Разницы никакой нету, не поменялись. Вы должны понимать, что метисы, они бывают своеобразными. Любой ногчи, ты ему покажи какого-нибудь негра, он будет говорить на чеченцу, ногчи, там есть сейчас много приколов, закидывают, я их, честно сказать, не сильно, иногда бывает закидывают, разговаривают, но я знаю в любом случае, что у меня сомнений будет очень. Да я понимаю, что может чеченец жениться на негритянке, и что их сын будет метисом, что он может быть темным, там, шоколадным, но он будет говорить, что он ногчи. Но в любом случае, любой ногчи, до тех пор, пока не покажет его отца, пока он не сдаст ДНК, он для нас будет негром, арабом, узбеком, киргизом и так далее и тому подобное.
А 99% ногчий народ это все европеоидная, кавказианская раса. Кавказиоидная раса. Вы должны понимать смещение, если вы говорите, стали с русскими, с нагайцами, с терскими казаками, то русские это имеется в виду, терскими казаками, калмыками. О каком населении идет речь? Затеричном, так, затеричном населении говорить вообще не стоит, потому что оно было фактически истреблено, а Наурский, Шелковской район отдали в советское время. Там единицы были чеченцы. Потому что Ермолов уничтожил, прогнал, загнал, у ауховцев вверх погнали, других Гуной, Варандой, они за Терек ушли обратно в горы. Кто в Шатой, кто Гюн Халбана. И там небольшая часть Эрзнагала, объясню, черленная, небольшая часть. Кто хорошо, с кем, где это великое полчище чеченцев, которые появились от калмыков, нагайцев, терских казаков, от Сюли, Гумки и так далее. Где это полчище? Покажите. Теркал Сиха, если вы берете, то есть правобережье Терека, там чистейшие ногчи, начиная от Лахнойр, Чентюрт, Эхкборз и так далее, там, до Виноградного, Боматюрта. Все чеченские, Ломазюрт, Айлюрт, Дойкуройль, все чистокровные ногчи, кто там, Зандхуай, Бенуай, Ношхуай, в основном я говорю, Чинхуай, Чанти, кого, Чермуай, все чистые чеченские тейпы. О чем речь идет? Или чеченские, там, Анди, я не знаю, Уарстхуай. Да, Уарстхуай живут на Теречном районе. Эхкой, само собой. Эхкой, само собой. Эхкой бы. Тогда о чем речь? Где эти вот великие потомки начинают упрекать Завгаевым и так далее? Там, ну, надо было говорить потом, Завгаеву скажите. Он, их потомки до сих пор есть. Встретьтесь, скажите им, что они, кто они там, вы называете, как вы их там называете. Если у вас есть, валикум ассалам, если у вас есть мужество, у них целый, там, если я не ошибаюсь, там фамилия целый, их род остался. Встретьтесь с ними и скажите, что они там, какого они там происхождения. А сидеть под левыми никами, говорить, что чеченцы состоят из этих. Среди чеченцев, как и среди всех других кавказских регионов, есть разные национальности. Мы им, наши предки, не дали им статус народа среди нашего народа. Их опустили до статуса тейпа. И поэтому их называют Сюли тейп, Гумки тейп, Ногой тейп. Понять этого мозги должны быть. Если у вас нету мозгов, вы будете говорить о своей чистоте и о чеченской примеси. Дергой дербу, Дергал Хабюлыш. Дергоевское село. Но Дерга Белхтуа Шилленю. Тейпа Дергой я не знаю, нет такого тейпа. Насколько я знаю, не было, сейчас не знаю. Сейчас любой гар называют, или некой начали называть по-своему. Такого тейпа я не знаю. Дергар Хабюл нахер бух Дергой. Ну цигах тейп хилмадьезицер. Я, честно сказать, по крайней мере, я не видел такого тейпа. Вот. Поэтому, о чем речь? О чем вы хотите? О какой чистоте вы хотите поговорить? О чем вы пытаетесь учить? Ладно, кандидат исторических наук, этнограф Татаев собрал все книги, все материалы в совокупности, написал столько-то тейпов.
И он зафиксировал, что там есть инородные тайпы, там кубачинцы, там сюли, там, да. Чтобы вам было понятно, если там 200 чеченских тайпов, и здесь живет одна семья кубачинцев, одна семья кабардинцев, одна семья лезгинов. Их всех нужно записать. В количестве получается, что 300 чеченских тайпов и 10-15 разных семей, которые здесь получили политическое убежище, их фиксируют как граждане Чеченской Республики. Понимаете? Я не знаю, как вам, тупорылым баранам некоторым еще это объяснить. Ой, самая большая проблема это в наших же языках, наших же болтунов, которые сидят, ой, дух мабайт эбяхкина, хошма, мянбу дух хаана, мичабу, дух в твоем понимании сколько? Сколько сегодня, на сегодняшний день никто не может, даже некоторые только могут сказать приблизительно количество названия, количество своего тейпа. Ты говоришь, вот ты хок тейпа нохо. Я говорю, а какое количество вашего тейпа? Не знаю. Некоторые не знают, что у них есть родовая гора. Некоторые не знают, что у них есть башня. Это как с нашим муслимом Гайрбековым. Чеченец, нординские эти балаболки, которые сидят. Чеченец Гайрбеков отдал наш пригородный район. А потом сидят, это на самом деле ингуши, они говорят на нашем языке. Подождите. Ну, Гайрбеков муслим, которого вы сказали чечен, он является чистокровным эккой. То есть, когда что-то плохое происходит от эккой, в кавычках, а он не сдавал пригородный район, он становится чеченцем. А когда вам нужна территория и сам эккой тейп, лам эккой, вы говорите, что они ваши. Якобы они говорят на вашем диалекте, языке. Да не говорят они. Эккой намного древнее, чем те люди, которые об этом говорят. Лам эккой очень древний нахчи тейп. И говорят они на галанчорском диалекте. Ни на чем языке. Это те люди, которые говорят, что сейчас они говорят на этом языке, появились намного позже. Просто лам-эккы не присоединились никуда, не попросили свой автономный, как говорится, свою автономную область, не назвали свой кусок земли республикой, не назвали и так далее и тому подобное. Это как если бы сегодня Шаройский район сказал, мы то Шарой был, Шабеш, то отдельный был, мы чистокровные дзурдзуки, они имеют право, они живут в верховье реки, имеется в виду от истоков Аргуна, они могут сказать, то чистокровный дзурдзукш был, кистинч был. Все, дальше все, кто снизу живет, они не наши. То же самое. Хотя все прекрасно знают, что Шарой и весь Шаройский район чистокровные ногчи. И Чеберла, и Шарой. Мне очень приятно бывает, когда ты едешь в Шарой, они рассказывают про чеберлоевцев. Едешь в Чеберла, они рассказывают про Шарой. А это два района вот так рядом. Это два брата, понимаете? Но даже на этих маленьком уровне у них есть друг про друга что рассказать. И упреки есть. И упреки есть. Честно скажу, там тоже есть упреки. Ну это смешно, конечно. Само собой, еще ногчи был. И географически они не сильно даже по климату не сильно отличаются друг от друга. Честно. Прекрасные люди. Просто душа, как говорится, смешные очень, юмористичные, юмор у них очень сильный. Когда воюют, и войны они отличные. Ничего плохого сказать не могу. Ни про один свой родной тейп. Но это то же самое. Представьте, сегодня в Шаройском районе живет определенное количество шароевцев, новчи. Если они бы сказали, мы чистые шароевцы,
А там, кто живет за Тереком, и шароевцы, и чеберлоевцы, они сказали, тхолом абу, иш уабан теркал диабу, иш цен баст, хо цен бу айш, мухрда. Это то же самое. Но и Чеберло, и Шарой насильственно были оттуда высланы. Они не имели права вернуться. Им не разрешали возвращаться. Плодородной земли не было. В Грозный не позволяли. Бунты, недовольство. И, конечно, они поселились за Тереком, когда земли там вернули те, которые правобережные земли, левобережные земли. Они поселились в Наурском районе. И ничего. И где они смешались с терскими? Наурский район, там было очень много терских станиц, казаков. Сейчас фактически все там живут ночью. Терских казаков вообще осталось очень мало. Разъехались, уехали, кто в Ставрополе, кто еще дальше. Черленый то же самое. Теркалдиха фактически шайг до чугунного моста Нойри Ваймаи. Так что, да, конечно, Деба Дезвой, Даха Дезвой, но своих упрекать или своих, и мне то, что она написала, своих там, она упрекает политический строй 90-х годов, бандиты разворовали, перевернули, сделали переворот. Мне интересно услышать бы от этого человека, или женщина это, или кто это, армейские. Я надеюсь, в Ютубе сегодня эта запись идет, и она услышит, или он услышит. А что же ты не говоришь о том, что в 90-х годах бандиты, олигархи захватывали, уничтожили СССР, разграбили весь СССР, разбили его в пух и прах. Почему ты не говоришь с сепаратистами, не называешь на сегодняшний день? И Саид Хусейн задонатил. 2 человека сегодня в Инстаграм поддержали наш канал. Саид Хусейн, ДРС. Огромная благодарность. Так что 4-2 пока. Почему вы не говорите, сепаратисты грузинские отделились от СССР? Почему вы не говорите, казахские сепаратисты отделились? Почему вы не говорите, узбекские, киргизские, таджикские? Кого еще назвать? Латвийские. Кто там еще? Латышские. Кто? Армянские сепаратисты отделились. Вот на волне как раз таки, когда было великое государство СССР, все начали отъединяться. Ты их не называешь. Просто так получилось, что с ними не было войны. Или белорусские там. Почему про Лукашенко не скажешь? Про Украину, да. Не говорят. А говорят, вот вы сделали. Просто в то, что поверил в эту пинчугана Ельцина. Берите сколько хотите. Вот так и получилось. А чеченцы не были за то, чтобы разваливалась СССР. Я, честно сказать, не видел этого нигде. Служили, работали, интеллигенция была, великолепные заводы были, все были. Так, про СССР в шоколаде жили именно те люди, которые больше всего возмущаются сегодня. И я должен после этого что-то говорить, что мы знаем прекрасно, где свои слабости, где был бандитизм, где было что. Мы все это прекрасно знаем. И ваших бандитов знаем, и своих бандитов знаем. Но сейчас их всех почти что никого нету. А простой народ в чем виноват? Вы упрекаете, вот про своих не говорите, недосчеты свои не рассказывайте. Да нам не нужно это рассказывать. Вы рассказали об этом. Вы рассказали столько про нас за эти 20 лет, 30 лет. Стукачили, доносили. Просто жуть. А документов этих, благо, что в Советском Союзе, что в царской России, что в нынешней России, все Россия фиксирует. Все записывает.
Эти документы становятся достоянием через определенное время. Кавказской войны сейчас опубликовали. Говорят, кто какое письмо написал, когда написал, какой орден получил и так далее. И тому подобное. Кстати, об орденах. Нашли еще одну статью про нашего национального героя Залимхана Карачаевского. Есть в этой статье все опубликовано. Это официальные документы. Среди тех, кто его сдал, якобы, есть полные списки, кто его сдал, кто получил ордена, за что получил. Эти списки есть, и этот документ попался и ко мне, и публиковался многими. Мы это опубликуем, и ни одного представителя чеченского народа среди них нету. Как некоторые пытались стравливать друг друга тейпы, особенно в Шали, некоторые пытались по книге Мамакаева, еще некоторых 2-3 личностей, которые дальше своего носа. Но официальные документы, там есть ордена, какой степени, кто за что получал. Все, кто участвовал в спецоперации, все получили награды, фамилии там есть, и среди них нету ни одного чеченца. И не то, что нету, там указывается доносчик, кто доносил, и что он не является чеченцем, там написано. Все четко. Это официальная хроника, официальная газета того периода, опубликованная. Так что а есть тейп новый, да? Я знаю, ты если про нагайцев говоришь, что мне ты хочешь узнать о нагайцах? Нагайцы мусульмане, монголоидная раса, живут в 3 селах Шелковского района, Мохник-Вашт. И дальше, что ты хочешь узнать? Потомки хана Нагая считаются одними из первых приняли ислам. Появились, зафиксированы у Волкова, если я не ошибаюсь, в 15 веке они здесь, с 15 века. С 14-15. Она пишет 15-16 веков. Что ты хочешь о них узнать? Надеюсь, ты не путаешь Нохчи Тайп Нохи с нагайцами Ногой. Ну да ладно, уже повторяться по второму кругу идти никак мастера у меня нету. Послушайте первую и вторую часть, узнаете об этом. Вот. Вопросы, если у вас есть, задавайте, а то мне немножко сложновато. Может, я что-то от одного к другому. Слишком много вопросов. О чем я говорил до того, как вспомнил, что про Залимхана. До Залимхана Карачаевского, что я рассказывал, напомните мне. Наверное, ты путаешь. Есть вопросы у вас? Ибрahim, сколько в Ютубе человек вообще сейчас в данное время? Ой. Ты ошибся. Есть Нохи Тайп от имени Ноха, а есть Ноги. Это нагайцы. Это разные. Как Галга и Галгаски. Разные. Галга это ингуши, а Галгаска это терские казаки. Есть Гунвай, есть Гунны. Это тоже разные. Гунвай это Нохчи, а Гунны Хунны. Это считается, что восточные Масайнахил, то есть китайское племя. Хотя они себя отдельными считают. 53. Понял, Ибрahim, понял.
Ну, неплохо. В час ночи нас смотрят 60-70 человек. И то хорошо. Я не думал, что после такого перерыва, что соберутся, тем более в воскресенье. Хотя, честно сказать, в такую жару все сидят дома под кондиционерами. Есть ли у вас вопросы? Задавайте вопросы. Да, я говорил, да. Нет, не сделали. Я публикацию сделал. Я знаю, что в Ютубе многие не знают, и мне писали, почему ты перестал делать стримы, прямые эфиры, но пока телефон, которым мы делали прямые эфиры, у меня накрылся. Экран полетел полностью. Телефон Nokia X Max на 256 гигабайтов. Вот через него я делал прямые эфиры. Он накрылся. Я несколько раз менял батареи, ремонтировал его, но ему уже 6 лет. И в течение 6 лет по 3-4, некоторое время мы по 5 и 6 часов сидели. Но, как говорится, не вытя. Башлам Гаджиев. Ну, красный горшок. Ответы будут симметричные, так скажем. Пускай плачет, пускай ноет. Мы будем отвечать достойно. Красный горшок далеко не уедет. Вот. И поэтому я не смог уже почти что месяц не делал эфиры, да. Сейчас пока в данное время я поговорил со своим другом, он предоставляет пока для эфиров нам, как говорится, для трансляции свой аппарат. Вот. А осталось 2 минуты. Мне нужно перезагрузить эфир. Если вы хотите продолжение, быстро только скажите, хотите или нет, и я перезагружу, и мы продолжим. Если нет, мы закончим. Уже 2 часа прошло эфира, у меня просто показывает, что отключиться через 2 минуты. Если вы хотите продолжение, мы продолжим. Если вы нет, я вам дам отдохнуть. Башлам, ассаламу алейкум. Когда чеченцы заключили договор с Россией? В 1558, если я не ошибаюсь. Где-то в 16 веке. Шейх Мурза Акотский заключил договор. Так, договор заключили, да. Именно договор. Не акт присяги, а договор. Мы продолжаем или нет? Я не услышал от вас. 1 минута осталась. Тогда... Окей, я сейчас перезагружу и зайду. Тогда мы продолжим с вами эфир. Дайте мне перезагрузить. Осталось 2 минуты и возвращаемся. Продолжим, я буду отвечать на ваши вопросы. Так...
Почему-то у нас эфир всегда называется «Ответы на вопросы», а вопросов, как всегда, почему-то мало. Технические вопросы я, в принципе, вам ответил. Сейчас с этим падением рубля, доллар, евро сейчас вообще подскочили. Маловероятно, что получится. Но посмотрим. Если у нас получится, конечно же, найдем нам для эфиров, чтобы аппарат приобрести. Посмотрим. Я, честно сказать, не знаю, но нужно, конечно, желательно такой же, но последняя версия, я думаю, этих годов уже телефона нет, то есть вот этого формата, а так посмотрим, постараюсь. Если нет, получится, хоть иногда мы постараемся выхватить и провести. К сожалению, работы набрать с донейшеном маловероятно, потому что сейчас у людей тяжелая ситуация, да, лучшие времена еще можно было там в течение полугода собрать, а сейчас и того нет, поэтому попытаемся. По истории же, по этнографии истории, мы дальше будем вести с вами дискуссию. Опять же, проблема в том, что люди, которые приходят в эфир, начиная там заходят, потом начинают говорить: я не историк, я не знал, удали и так далее и тому подобное. Обвиняя меня во всех смертных грехах, я никого насильно не заставляю. Я лишь говорю, если вы писака, если вы пытаетесь там где-то строчить комментарии, вы герой, который нарнийский герой, без разницы, любой национальности, будь то Нохчи, Ингуш или Сюили, без разницы. Просто говорим элементарно. Заходишь в эфир, рассказываешь историю, которую ты считаешь, вот это правда, или задаешь вопрос, я отвечаю. Потом я задаю вопрос. И пускай зрители в этих наших дебатах посмотрят, кто был прав, а кто нет. Вот и все. Ассаламу алейкум. ДНК яхч хаиш юк юй хамилуват. Хаиш юк хамилуват. Конечно. Конечно, можно. Сдашь ДНК и станет все ясно. Кто по родству, кто общий предок. К какому тейпу ты ближе всего. Все станет на свои места. Там уже чисто наука. Там уже не отмажешься. Там дедушка сказал, мне приснилось, сон такой, это 3-е, 10-е. Такие вещи уже не прокатят. Я не верю в науку. Многие приходят, начинают, я не верю в науку. Вот мне мой прапрадедушка сказал, прабабушка сказала, но прапрадедушка, прапрабабушка могут передать только устные материалы, какой-то фольклор. Вот, а остальное доказательство каким образом? Я, конечно, понимаю, что, еще с 19 веков ученые говорят о том, что очень сильно наш народ верил в мифы, сказки, легенды, поэтому это немножко абсурдно верить во все, что нам говорят порой. К радости или нет. Я не говорю, что во все не стоит верить. Верить нужно. Но есть какие-то заоблачные вещи, которые нужно. Я, честно сказать, не понимаю многих людей, которые приходят в эфир, делают, вроде бы ничего плохого не говорят. Но потом, получая от своего общества телефон, вот ты с ним заходил в эфир, ты не знаешь, кто он такой. А кто я такой?
Кто я такой, допустим, чтобы там избегать. Я никого насильно не тяну за уши. Единственное, что я говорю, вы заходите, настаиваете. Вот заходил к нам брат Адык. Мы 2 часа с ним говорили. Ничего плохого не было. Он не просил, не умолял меня удалять видео. И хорошее было там, и плохое. Ну что? Башлам, почему не используешь выдержки из других публикаций для убедительного эффекта? Иногда такие приемы служат на пользу. Ари Берд. Какие выдержки, например? С каких публикаций? Ты имеешь в виду показывать выдержки? Я же в эфире делал такое. Мы это делали, и Ари Берд выдержки из книги, вставки показывать тоже никаких проблем нет. Мы это будем делать и делали, поэтому Башлам цудахрой даргинцы ДНК хую дицаханха. Нет, к сожалению, цадахрой, или к сожалению, или к радости, показали, что они не имеют никакого отношения к даргинцам и к дагестанцам. У них корни показали ближе к некоторым чеченским тейпам, тех, по крайней мере, цадахрой, кого я знаю, и грузинские корни у них показали. То есть ближе к Грузии и ближе к Итум-Калинскому району. Я не знаю, те, которые, по крайней мере, показали. А другие никакого отношения к даргинцам они не имели. Башлам, даргинч сюли бу нохчи хил аш нохчи чуа шаш нохчи комар бу олцар и тайпан сюли бу олцар. Прошу не путать. Я еще раз. Наши этнографы пишут, что даргинцы это цадахрой, не сюли. Сюли это аварцы. Цадахрой это даргинцы. По крайней мере, по книге. Нохчихил аш бубац, эти вещи я не знаю. Их небольшое количество. Вот. Поэтому по этой теме говорить можно, небольшое количество. И плюс ко всему, опять же, ДНК показала, что не все цадахрой являются, там, 80% вообще не имеют отношения. Да и по их внутреннему рассказам, тептерам, некоторые из них относятся к пеллинг, то есть пришлые тейпы из Европы или Грузии, но к Дагестану они не имеют. Кстати, некоторые из них, я знаю, называть не буду фамилии, ездили, проверяли, ездили к даргинцам, ездили, проверяли, искали людей, и им сказали, что они никакого отношения, ни один из предков их никогда не жил и не имеет к этому отношения. Так что не все так просто там. Можете кратко рассказать про Дзурзукети? Кратко что рассказать? Дзурзукетия это горная часть в основном. Это та же самая Кистетия, начиная от Шаройского района, заканчивая где-то приблизительно Галанчожским районом, ориентировочно включая Итум-Калинский район, Шаройский район, Шатойский район, Галанчожский район. В этой области государство Дзурзуков, или про Дзурзуков официально в источниках пишется грузин, к ним относятся и новчи, и ингуши. В то время не было таких наций просто-напросто. Коротко, если сказать, упоминания первые начинается с 1 века нашей эры, если я не ошибаюсь, если уже память не подводит. Вот в Чечне оставались 2 селения, Дзурцпай, прямо названием Дзурцпай. Вот Тейп, сегодня они называются Зандхуай. Ранее и Джамирзаев, и другие ученые грузинские это подтверждают. Есть чеченский тейп, который назывался Дзурцпай. Но в дальнейшем теперь он называется Дзурцпай Зандхуай. Теперь это Зандхуай.
Вот. Считается, что это один и тот же тейп. По крайней мере, опровержения не увидел нигде. Ученые, грузинские ученые, этнографы это подтвердили. В своей работе это упоминает и Джамирзаев. И вполне вероятно, опять же, название тейпа Дзурцпа были только у нас. Некоторые считают, что вот эти Дзурцукские ворота, что это ближе и Тумкалинскому, и Галанчорскому району, что в этой области. Вот так вот. Как-то вот так про дзурцуков, если коротко. Относятся к ним в основном ногчи и в некотором случае и ингуши. Почему в основном ногчи, я скажу, потому что там есть деление, когда упоминают дзурцуков, их упоминают как чеченцев у многих ученых, а когда упоминают кистинцев, упоминают как ингушей. Вот некоторые любимые ученые, особенно ингушские. Вот так про дзурцуков. Что дальше? Какие вопросы? Я, опять же, я не утверждаю, что я прав. Если вы считаете, что это не так, я не прав, опровержение, вы лучше пишите. Просто скопировать, ставить, отправить в Ютубе, отправьте через Ибраима. Ибраим, не оставляй ни один вопрос, который идет в прямом эфире в Ютубе у тебя, если ты модератор Ютуб канала. Что бы ни написали, отправляй мне, чтобы я смог ответить. Если ты там будешь что-то, если там материться, все равно отправь. Один раз отправь, мы предупредим, если второй раз он будет материться, тогда заблокируешь. А так отправь. Никаких проблем нету, никаких вопросов, я не боюсь и отвечу то, что знаю. Если не знаю, скажу, извините, я не знаю, я не прав. Или там ошибся. Ничего такого нету плохого в этом. На все вопросы я отвечаю. Поэтому послушайте, это мое хобби. Я работаю сам на себя, имеется в виду. За эту деятельность мне никто не платит. За эту деятельность мне сегодня вот прислали небольшие, но все же задонатили подписчики. Все. Опять же, это небольшие суммы, это не огромные. Мне никто за это не платит. Мне никто за это там не говорит, ты иди. Вы должны некоторые люди, кто говорит, вам платит, он там и так далее, своей тупой головой понимать, если бы мне платили, если бы мне там указывали и так далее, я бы вел как программу, как государственная телерадиокомпания, своевременно все проводил, вы понимаете? А я хочу делаю, не хочу не делаю. Когда проблему вам говорю, какие проблемы. Вот, так что ко мне какие претензии. Ну, всякие полукровки, конечно, пытаются там говорить всякое. Башлам, позови на передачу родственника Джохара Саида. С ним беседовал как-то Апти Алаудино. Саид, он из рода Цечуа. Ага. Я бы позвал, ребят, Проблема в другом. Многие эти люди не хотят. Понимаете? Не хотят. Они стесняются, они какие-то свои причины. Я не медийная личность, я не историк, не хотят. А так я зову любой национальности. Если он хочет поговорить про нашу историю, о нас, я не могу за ними насильно бежать и брать насильное интервью, как Юрий Дудь. И еще раз, у меня нету технических возможностей, мне никто за это не платит, у меня нету крыши Гуцариева, у меня нету там крыши других миллионеров, нету, понимаете? Я и так сам звонил, спрашивал, можем ли мы найти какого-нибудь спонсора, который бы помог мне
чтобы мы могли новый аппарат для прямых эфиров и стримов проводить. Я не могу каждый час отключаться или у человека просить час, пока он мне не отказывает, наоборот, предоставил аппарат. Но каждый раз его говорить, если его дома не будет, мне придется прерываться. А у меня столько материала накопилось вам рассказать, что и не хватит, конечно. Ну, что поделать. С помощью ДНК можно ли узнать свой род? Кому близкий родственник можно узнать, род узнать невозможно. Ай, большой салам алейкум тебе, башлам. Ва алейкум ассалам. И Адлан задонатил, Адлан ДРСХЛ с Инстаграма. Так, задонатил. Адлан. 4-3 получается, да? Вот, Адлан ДРСХЛ. Одарна, Олап, Астарлая, Церна. Ай, большой салам алейкум тебе, башлам. Ва алейкум салам. Бузуртанов. Я не знаю, я Бузуртанов, не Бузуртанов, не могу знать, кто под левыми никами, многие, кто, может, и заходит, и приходит. Но Русик пока не появлялся. Ну, что, это уже большая мегазвезда. Задавайте вопрос, если у вас есть, что хотите узнать. Да, были, кроме чеченцев, что значит. Были в эфире аварцы, Сюля приходил в эфир, Осетин был в эфире у меня, но ингуши были, само собой, в эфире у меня, Адык был в эфире у меня, кабардинец, ну, тоже отдельно, как бы, черкес, Адык, вот они, алейкум салам, был в эфире у меня, ну и разные другие. Кумык был в эфире у меня. Жалко, что я не знал заранее, кто он. Ну, что поделаешь. Только потом, алейкум салам, я узнал, что он немножко гоняет. Ну да ладно. Поэтому с радостью принимаю всех, говорю со всеми. Можно говорить на любые другие темы, не обязательно историю. Адлан Гурсаев. Ассалам алейкум, санахами вежри, ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва ижри. Аллах да декенс дукуда хадойла шудере схил масарга. Поэтому никаких проблем нету, ни для кого не. Раньше в прямом эфире даже была одна наша сестра ингушская, Сучес или Суцес, она записана была. Вот это была боевая девочка. Эла моя Эрия. Настоящая амазонка. Всегда заходила, говорила правду. Да, она не была со мной согласна, мы с ней очень много спорили, ссорились, ей угрожали. ДРСХЛ. Но несмотря на это, она до конца шла. Она была такой за интернационализм, она знала, что и среди них есть там другие нации, что среди нас есть другие нации, такая была. Адлан Гурсаев, Ибраим Башлам, Амарезхул, Масарна Хейл, Ногайш, Элетер, Бах, Даргиншин. Да, была такая ситуация, но я это, так скажем, да, как бы сказать так, пусть Всевышний Аллах сделает маслахат между ними, но вот этот конфликт между нагайцами и даргинцами, это не мое дело, это не моя республика, это больно видеть, некрасиво это видеть, поэтому я желаю маслахата, надеюсь, у них все будет хорошо. С информацией я был ознакомлен сразу уже, как это произошло, она у меня была. Публиковать я не стал, потому что, во-первых, это статья разжигания межнациональной розни. Во-вторых, это не имеет никакого отношения к чеченцам, потому что там не было ни чеченцев и не имеют к нам никакого отношения. Это бытовая ссора, конфликт был между нагайцами и даргинцами, поэтому что можно сказать от нас, как от соседей? Мы желаем, чтобы Аллах укрепил их сердца, и надеюсь, что маслахат между ними будет, что прибудет, как говорится, как бы это пафосно не звучало, но да будет мир
на всех землях Северной, да и всего Кавказа, и всей России, поэтому сейчас не нужно. Ну, я, честно сказать, как бы дальше не буду говорить, кто там виноват, кто не виноват. Я могу как-то со стороны, даргинцы свою сторону говорят, нагайцы свою сторону говорят, поэтому знает только Всевышний Аллах. Желаю мира и надеюсь, что у них все будет хорошо. А так, нагайцы, конечно, настрадались немало, честно вам скажу, со времен Суворова. Ну, желаем мира и добра. Башлам, ассаламу алейкум. Ты видел Минкайла Гуцериева, где он в прямом тексте, что мы... Да, я видел этот эфир. Этот эфир я видел еще в 2018 году. Он на телеканале «Взгляд», кажется, эта передача называлась, еще советское, постсоветское время, где он говорил, что даже среди тысячи слов, там, отличие одно-два слова о единственном. Да, это слова Михаила Гуцериева. Но я уверен, что сейчас очень многое, наверное, он бы изменил, поменял бы, возможно, поменял бы. Но в этой передаче он очень хорошо говорил. Я почему говорю сейчас изменил? Мне многие присылали разные данные, скидывали, что якобы направлены именно некоторые передачи, люди, которые работают против нас, делают статьи о нас грязные и так далее и тому подобное, что они якобы спонсировались из-за его фонда. Не знаю, он знает, он не знает, правда это, неправда, я не знаю, я обвинять не буду никого. Но были такие разговоры, что якобы от его денег, финансирования, что идет. Но не знаю, насколько это правда, поэтому обвинять не буду. Может, он сейчас бы изменил свое мнение, может, не изменил. Богатые люди, они немножко своеобразные люди, и возможности сегодня это как-то будет с моей стороны неправильно, если я там буду обсуждать миллионера, миллиардера соседнего региона, к нам он хорошо ли относится, плохо ли он относится. Я к нему относился как-то в этой, по крайней мере, по этой передаче я к нему относился. Он говорит, как есть, правда. А что в дальнейшем, изменился ли его взгляды или политические его взгляды, я не могу сказать, честно сказать. Ну, были такие слушки, разговоры были на уровне сплетен, можно сказать. Упрекали, я читал очень много об этом в Фейсбуке, что якобы его деньги через кого-то шли. Ну, не знаю, это правда или нет. Это насколько достоверно или нет, я не знаю. Обсуждать недостоверную информацию не хочу. Если бы кто-то взял интервью и сегодня спросил, как вы, что вы думаете вообще об этой ситуации, я бы услышал его. Я бы мог сказать, судить. Допустим, как Руслана Аушева, который приехал там на тот же митинг, и когда ему задали вопрос, как он ответил, я слышал. И как он говорил до этого, еще во времена Дудаева, то есть интервью, когда еще Дудаев был живой. Это совсем другие разговоры. Сейчас у него другие разговоры. Ну, времена меняют людей. Вот. Честно сказать, до 2018 года я же тоже как бы никогда и не интересовался в сторону, что есть какие-то конфликтные вопросы между нами и ингушами. Да, никогда в жизни я в это бы не поверил, если бы сказать, потому что я учился на историческом факультете. Никогда не было никаких там... Да, вот эти в студенческие годы, там, ты откуда, я урсмартановец, я гайтинец, там, я саргуна, там, своими толпами со своего села. Вот это тусовки университета, кто-то дрался, кто-то не дрался. Это было, но даже в моем случае у меня мои все однокурсники, Аршты, Бамут, я ему позывной даже дал, Бамут, Мелхей, Бардака, Уарствар, Бар. Я с ними со всеми дружил, и мы очень хорошо учились, и никогда не было такого. А это в 2018 году я начал вглубь залазить, и столько нашел, что... Оказывается, нет, я бы, может быть, и не поверил, но когда рассказывали взрослые люди, я ездил по горам, слушал
Это, конечно, меня сильно как бы привело в чувство. Не знаю, Дона Зарони, возможно. Не буду говорить. Чего не знаю, того не знаю. Врать не хочу. Задавайте вопросы. Не будем терять свое драгоценное время. И, может, многие завтра должны идти на работу, поэтому задавайте вопросы, если у вас есть. Ну, по статистическим данным я же опубликовал свое мнение по этому поводу, я сказал. Там ничего не меняется. Свобор девушек, лицо мало. О. Ой. Сидеть 3-4 часа на одном месте тоже не айс. Нохчеш Малгабекский Сунжинский Куашты Елла Галгашин. Но это констатация факта, Заур. Башлам, какой тейп является чистокровной ногчи? Все тейпы являются чистокровными ногчи. Ну, кроме инородных. Башлам, ты согласен, что у народа должны быть разные гаплогруппы, и что однородная гаплогруппа указывает не на народ, а часть другого народа, который отделился от него? Согласен. Народ не может состоять из одной гаплогруппы, это очень опасное дело, честно сказать. Хотя одно исходит из другого. Я общался с генетиками, не знаю, сейчас появились новые генетики, умные вообще, аж плакать охота. Но смотрите, ДНК идет от А группа, да, от A. A, B, C, D, E, F, G, и он идет сверху вниз. Вот. Поэтому, когда идет там G, где находится, там Q, где находится, L, где находится, то есть L производная L, L1, L2, L3, J, J1, J2, допустим, да, Q там, Q1, Q2, если есть даже, я говорю примерно. Поэтому все они взаимосвязаны, все появились от Адама и Евы. Но, что я хочу сказать, говорить только от одной гаплогруппы, вот только мы, не знаю, это правильно ли нет, я не могу сказать. Но нету ни одного народа, где там, или называем, то есть я могу вам пояснить, это можно говорить, примерно объясню. Представьте себе, вот есть тейп. Возьмем любой тейп, да? Вот представьте себе тейп Зурцхуай. Возьмем. Да? И у них один чеченский тейп Зурцхуай. Или большой тейп Цуантруя возьмем, да? Представьте, что Цуантруя все 99% являются J2. Все они являются J2. И они объявляют себя народом. Почему не могут они объявить? Потому что они могут, приблизительно, я говорю. Мы сейчас говорим о гипотетических вещах, да? Их за 100 тысяч тейп Цуантруя, один из больших чеченских тейпов, или Беной возьмем. Ну, представьте, что все Беной являются J2. И они говорят, мы народ отдельный, мы чистокровные, у нас у всех ДНК J2.
у всех, без исключения. Являются ли они народом? Нет, конечно. Они являются составной частью этого народа. Народ, этнос, нация – это все-таки немножко разное понимание. Поэтому, если мы говорим об этносе, там должны состоять один, два. Ну, смотрите, в основном, наш этнос состоит там, ну, может быть, 6-7, да, ДНК. Диалектов 7, 10 наречий, там 9 тухумов, 10 тейпов, которые не входят в эти тухумы. Тухумы не называйте вар, олвы, вар на чеченском языке, вар. 9 варов, 10 тейпов, которые не входят в этот вар, то есть военно-экономические и социальные союзы. И 10 тейпов, которые не входят, потому что, в принципе, они сами большие, самодостаточные, и им не нужно было объединяться в какие-то, потому что они не участвовали как таковой в этой части ни с кем в боевых стычках, и не нужно им было. Тогда получается, по сути своей, мы можем так крутить, вертеть и называть, и говорить, что один тейп, один язык, одно ДНК, а дальше сами додумайте. Я не знаю. Мне так кажется. Так, Башлам, так, Даша. Башлам, ты согласен, народа должен, я ответил. Асламбек Саидаев. Видео видел, не видел. Не знаю, что за Асламбек Саидаев. Башлам, ты в курсе, что он грузинский ингуш? Да, я в курсе. Только соседи об этом не в курсе, Башлам. Ну, это их проблема, кто там не в курсе. Нохчи Ширай он еллаваш. Скажем так, они были спорными, но оставили их ради сохранения братства за Ингушетией. Ты только что проснулся, что ли? В 94-м Хаси М. Ты про какой независимости говоришь? О независимости заявила со времен шейха Мансура. О независимости Кавказа заявил шейх Мансур. Бейбулат Таймиев заявлял о независимости, хотя и заключал договора потом, соглашения с... Так, кто? Имам Шамиль о независимости говорил. Дальше. Что ты хотел именно услышать, я не могу понять. А тогда они не знали об этих землях. Каких землях? При шейх Мансуре не существовало даже Ингушетии. Если ты про это говоришь. При Джахаре Дудаеве это была спорная территория. Джахар Дудаев и Аушев подписали договор, оставили. Я сегодня читала пост одного ингуша. Там они перечислили 15 фамилий из селения Валерик, и что, мол, они ингуши и Улоева. Это нужно с Валерика людям сказать. Я не знаю. Я думаю, что в Валерике больше 15 фамилий. Вам там. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Башлам Аллах рез хайрам. Ты прав на 100%. Сунжинский Молгобекский район при шейха Мансуре не существовали. Молгобекский вообще, он появился даже в 20 веке. Назывался Псидахский, а во времена шейха Мансура он вообще так не назывался. Это Малая Кабарда была до 1830 года. Потом Бек Черкасский ее продал Царская Россия туда переселила
часть архтхоевцев с горной части. Потом архтхоевцы все-таки были на стороне имама Шамиля. Многих их вместе со своим чеченским народом и остальное общество в количестве 5000 депортировали. Ну, не депортировали, а ушли мухаджирами. Эти земли были отданы, часть возвращенным архтхоевцам, часть ингушам, которые служили в царской России и так далее и тому подобное. Ну и часть, само собой, там же, на этих землях, в Сидахе остались чеченцы, которые с тех пор там живут. Зато в своем Википедии пишут, что они победили шейх Мансура. Шейх Мансура победили? Ага, победили. Когда шейх Мансур был, их и не было вообще. Независимость проект. Не знаю, о чем ты. Что ты слышал о сильном землетрясении в Чечне 1760-х годах? Ничего не слышал, честно скажу. Может, слышал, но без понятия. Я знаю, что землетрясение было при шейхе Мансуре и что он его предсказал. Об этом я читал, но это были 1786 он начал, 8000, это конец 18 века был. В то время он предсказал, что будет, и оно сбылось. Не знаю, каким образом, но об этом пишет царский офицер, что он, когда призывал к исламу, сказал несколько раз, что земля будет под ногами трястись, и люди многие не поверили. После того, как это произошло каким-то странным образом, люди с гор со всех близких регионов начали приезжать и делать ему баят. Вот так рассказывали они. Ну, говорили, что каким-то образом шейх, лжепророк смог предсказать. Вот такое я читал. Нохчи независимость проекта не знаю, почему вы сегодня говорите, что ингуши не воевали. Хаси М, ты знаешь, я понимаю, что ты ингуш. Обычно вы очень сильно палитесь. Вас сразу можно раскусить, когда вы пишете. И вот эти твои провокационные вопросы, которые ты задавала, если они были завуалированы, сейчас они видны. Где воевали, где не воевали? Скажи, ты про какую войну? Первая чеченская война, если началась на территории Ингушетии. Первая чеченская война не началась на территории Ингушетии. Первая чеченская война, она называется чеченской, потому что она началась в Чечне. Если ты говоришь про танки, там, то, что перекрывали, это совсем другое, это не война. Прошу не путать. Таким образом, если ты говоришь, ты, наверное, забыл, что с 4 сторон заходили в Чечню, в Первую Чеченскую войну. Так что колонну, которая шла через Дагестан, ауховцы не пропустили. Ее полностью остановили. Многие не знают про это, но ауховцы этими не хвастаются. Зато многие дагестанцы это напоминают, что якобы, что они такие же. И за это очень многие ауховцы пострадали. Но ауховцы остановили колонну и не пропустили ее. Точно так же, как и это произошло и в Ингушетии. Вот. Так что ауховцы об этом не говорят, Хаси М. Но это не потому, что они остановили колонну. Колонна шла не только через Ингушетию. Она шла с 4 сторон. Вы нас упрекали за то, что мы там, наш глава республики назвал братским. Ну, братским все называют на Кавказе такой брат, хороших отношений с соседей всегда называют. За то, что он там назвал, и показывали нам, что с Моздока, якобы Моздок Осетия, вот через него заходили танки и так далее и тому подобное. Все знаем, все помним, но упрекать этим не стоит. Не стоит. Понимаете? Мы знаем, что заходили, мы знаем, что было, поэтому вы немножко
борщите с этими вопросами. Это история, это было. Вот. Кто выходил на митинги, знаем. Кто был против, знаем. Кто ушел с работы, чтобы не допустить и не подписал даже, чтобы ввести военное положение в Чечне, отказался от этого. Это достойный сын черкесского, адыгского народа. Поэтому мы знаем это, никто. Поэтому о какой войне, которая началась на территории Ингушетии, я не знаю. Ты говоришь. Значит, про это мне вчера рассказали, как одна река сменила русло, старое русло есть, я сам по нему ходил. Но то, что было землетрясение, это во времена шейх Мансура было, это я знаю. Об этом пишут царские войска. Башлам. Ца видео мою Джахара ща пост такечлош. Это, да, есть это видео Нахшмахку, это о Горогорском, пост, где Горогорск находился, вот об этом это речь идет, об этом говорил еще там, видео есть и, кажется, во времена Масхадова я слышал это видео тоже. Независимость, цакайкиня, латна, шваскаш, далурда, царгалаш, дзаур, не знаю. Мы не говорим, что они воевали. Они воевали, но за царя это значит, что ингуши победили шейх Мансур. Не знаю. Начался в ноябре в Грозном. Хаси М. Ну ты вот улыбаешься, видишь, какой ты улыбчивый у нас. Ассаламу алейкум, Башлам. Юма валлах дерес хилбек. В Гази-Юрте начался обстрел домов Ингушетии. Я не националист. А при чем тут националисты? Я не могу понять. Я не сказал, что ты националист. Обстрел домов, ну извини, в Гази-Юрте ты немножко путаешь, Хасян. Так-то был Осетино-Ингушский конфликт в 92 году. Но это совсем другое. Чеченская война, это Чечня все-таки. Поэтому называется Чеченская война. Это не ингушско-чеченская война, не чечено-ингушская война. Вы объявили, что вы в составе. В то время Чечня объявила, что она независимая. Ну вот и результат. Послушай видео Аушева, он многое рассказывает там, причины рассказывает. Так что первая началась в Грозном в 94 году, 26-го вошли танки, Кантемировская дивизия. Я не упрекаю. Башлам, если ингушей не существовало, то как появились чеченцы? Чтобы ты понимал, ингушей не существовало, хочу тебе пояснить, Хасия. Я говорю географически, чтобы ты понимал, да? Вообще ингушская автономия, вообще ингуши автономию получили, название получили. Когда? Ингушская, 1860. А когда был шейх Мансур? 1786-1090. Какой? 6 лет всего лишь. Это конец 18-го, это вторая половина 19 века. Я говорю, географически не существовало Ингушетии. Вообще понятия не было, как Ингушский округ или Ингушевский и так далее и тому подобное. Понимаешь? Как автономия, как устройство какое-либо. Чтобы ты понимал. То есть это еще до Бейбулата Таймиева. Считается, что во времена Бейбулата Таймиева только и спустились даже в Назрановский округ. Вот, поэтому это совсем разные вещи, ты немножко путаешь. Я же не сказал, их не существовало как тейп или как народ или и так далее. Я же этого не сказал. Я сказал, не существовало. Башлам, если не так, это ответь. Башлам, зайди в YouTube, там есть видеоматериалы. Какие видеоматериалы? За эти 4 года я столько видеоматериалов повидал, так что о каких материалах ты говоришь? Первый с колонной техники вошли в Чечню, был генерал
Ингуш, брат Сычуева. Есть видео, хотя земля... Ладно, не буду сейчас это... Карта Вахушти-Багратиона, чеченцы на территории Дагестана. Карта Вахушти-Багратиона не является достоверной картой. Это раз. Во-первых. Во-вторых, не на территории Дагестана, Хаси-М, Дагестана не было вообще, такого понятия не было. Дагестан появился в 1921 году. Так что ты гонишь. У тебя болезнь. Шиза косит ваши ряды. Ты обычный нарниец. Вот в Вахушти-Багратионе приблизительно, ориентировочно, по его словам, якобы создан. И там опять же указаны чеченцы, нижнее течение Аргуна. Вот, не забывай. А это время, когда били челом аварские нуцалы, кумыкские шамхалы. Кстати, вы тоже были в то время под ними. Плоскостная территория была под ними. Это знаем, документы публиковали. Понимаешь? Ты посмотри просто-напросто. И узнай, когда начали Дагестан называть Дагестаном. Узнаешь тоже. Все знаем. Так что давай ты не будешь. Если хочешь погеройствовать, Хаси М, отправляй запрос ко мне в эфир. Камеру, видишь, с плюсиком, отправь, зайди, показывая свое лицо, расскажи мне нашу историю. Нашу историю расскажи. А я тебе расскажу, как было. А так ты, я не знаю. Я завтра скажу кому-нибудь, это вот ваш. Они клянутся божаться. Нет, это осетины нашими никами прикидываются. Это евреи прикидываются. Это сюли прикидываются. Но это точно не ингуш. Такое не мог сделать. Ингуши не говорят. Поэтому, чтобы не было этих разговоров, зайди и расскажи мне про карту Вахушти-Багратионе. О том, насколько она достоверная. Можешь красного горшка с собой взять. Красный горшок, кстати, вам первый подсунул эту карту и сказал. И он там рассказывает, что они принадлежали там чуть ли не вся Чечня. Там, кстати, друг красного горшка Хапизов говорит, что Ингушетия тоже была ихняя. Да, вплоть до Кабарды они доходят. Так что много чего можно найти. Но, понимаешь, для того вы и нарнийцы, чтобы вас так называть. В следующий раз обязательно заходи. Если не сдержишь свое слово, значит ты истинный нарниец. А так, заходи. Насчет Вахушти-Багратионе. Да, кстати, что там в Вахушти-Багратионе рассказывал про целомудрие, тоже расскажи. Если ты про карту говоришь правду, значит и остальное правду, что говорил Вахушти-Багратион. Кстати, Вахушти-Багратион также говорил, что некогда были данниками у них. Прочитай, там много чего интересного есть. Кстати, похоронен он, умер он в Москве, царь Вахушти-Багратиона, да? Чтобы ты знал. Является он святым, вроде бы, и для русских. Что же вы так, из-за его грузинского происхождения, его так сильно поднимаете? Вы уже не любите всех русских? Ну, в вашем понимании, то есть достоверно. Все уважение относится к всем, всем салам. Алейкум салам. Взаимно. السلام عليكم. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. بأخ ما بلش غوش يقوش يستوي سنستا لسه وخوش على ساعات هم مش بيلقوا داخل وردرس ونحيش العشو قبلنات حال وخوش تي انتونا على الواخر دو تعبيتها سوش راسكم تتصديتها وصلنا خايت راسكم осетинчика беш будчуа. وخوش تي чтобы понимать, о чем вообще речь, кто он такой, нужно понимать, что он покинул Грузию в возрасте 23 года. 23 года. Не 26 лет, а в 23 года. На тот момент он не посетил
даже тогдашнюю Грузию 50%. Единственное, чем он запомнился, когда его брат Бакара и отец пошли в Восточную Грузию встречать Петра I, которого чеченцы развернули, мы знаем где, не дождавшись его, они вернулись. И вот на этот короткий промежуток он там в пару княжествах был поставлен как временный, исполняющий какие-то обязанности. После того, как они почувствовали, что пахнет жареным, Вахушти в возрасте 23 года был от Москвы в 60 верстах в какой-то деревне в волости поселен. Все, что он писал и сочинял, было с слов офицеров, служивших в Тифлисе, с их рассказов, с их каких-то там документов. И важный момент, он позволял оскорблять кавказцев, грузин, да и все народы вот этим бывалым военным отставным, которые приезжали к нему в деревню, там устраивали неделями пьяные попойки. На этой карте он разместил чеченцев именно в том месте, поскольку он представления не имел, где чеченцы проживают. Нет, не то, что чеченцы. Никогда не был на нашей территории. Даже не был, да. Он это взял из того, что ему брат и отец сказал, где чеченцы развернули петровские войска. Исходя из этого сражения, может быть, он и там и указал их, ближе к берегу, ближе к Каспию. А так, если сравнивать карты тех лет и то, что он нарисовал, это как рисунок 5-летнего ребенка и взрослого художника. Это просто даже на те времена, на те года, это не карта, это просто детская картинка. Вот бывает дошкольный ребенок рисует там маму, папу, там огород, машинку. Вот такая же полная. Вот возьмите любую карту Кавказа, Закавказья, которая тех лет, и вы поймете качество обычной карты и вот то, что он нарисовал мультфильм. Вообще он не был на Кавказе, нигде не лазил, даже Грузию он 30% не посетил. Он же все пишет. Зато басни, вот сейчас не будем затрагивать вот это целомудрие, там, данников, не данников. Ну, с чьих слов это он писал? Всех же, кто приезжал... Я читал материалы, я читал материалы, это официальные материалы. Да. Как раз таки там говорится о том, что материалы Вахушти Багратиони, то, что он взял, он просто-напросто пересказал некоторые моменты Картлис Хауреба, точно так же Леонтия Мравелли пересказал. То есть они говорят, что они актуальными стали, даже не всегда были, что они поздний период были. И что касается карты, нету нигде ни одного слова, что есть карты в оригинале Вахушти. Нету. Они отмазываются тем, что нет оригинала, потому что оригиналы сгорели в Казанском институте, где якобы он там некоторое время посещал и пытался там какие-то карты, что там был пожар, и все это сгорело. А то, что сейчас по интернету гуляет, это карта непонятная, с какого... Да, он переписал. Слов якобы написал. Да, с его слов. Но оригинала никто не видел, как и не видели оригиналов документов того самого же этого якобы чеченца, российского офицера, как его звали, Лаудаев, да. И самое интересное в этом Лаудаве, многие умалчивают или не знают факт, пишут, что он родился в Мирза-юрте в 1828 году. Но дело в том, что Мирза-юрт основан в 1860 году. Как он назад в будущее пошел и родился там. Ну, это как, помнишь, та же самая история, я вот опубликовал у себя в телеграм-канале. Кстати, чтобы все остальные знали, многие материалы, которые не публикую в Инстаграме и в Ютубе, я публикую у себя на телеграм-канале. Так вот, разоблачение про Деникина, который публиковал Артем Плата, про Ермолова, про Назрани, Владикавказ, просто-напросто. Там такая тема, что некоторых крепостей вообще не было в то время. А по другой теме, вообще во времена Ермолова, по сути своей, там есть вещи, которые не соответствуют вообще действительности. То же самое с Вахушти Багратион. Не важно, что он писал, но, опять же, буквально особо дело. Сейчас я возьму буквально на минутку, пока смотри.
Хала, ты рассказывай, сейчас я буквально, как раз я зайду, я один момент хотел вам тоже. Нет, таких моментов вот в сегодняшней истории, что тут, ну, как говорится, друг другу в лицо тычем, очень много. Вот того же этого, как его звали-то? Ой, Мандре или Андре? Мандре, Мандре. Мандре. Мандре, да. Вот. Этот Мандре впервые упомянут в книге, по-моему, ингушского писателя в 1976 году в какой-то книге. И там он пишет, что он, когда строилась крепость Назрань, с отцом пошел на рынок и видел, как эта крепость строится. Ему было тогда лет 9. Но потом пишут, что в 1919 году он там с целой армией воевал. Получается, ему было где-то примерно 109-110 лет. Вот как 110-летний старик может воевать с целой, ну даже не армией, ну хорошо, с одним полком, там, ротой. Ну, видать, смотри, как раз таки я это зачитывал и хочу еще раз зачитать. Маруашвили пишет в 1956 году Вахушти Багратион и его предшественники и современники. В этой книге как раз таки описание ему, то, что они описываются. Здесь мы говорили, где Дзурдзукети и так далее, там Хесурети, Дзурдзукети, Тушети. Он рассказывает, что в основном, что Дзурдзуки это ногчи. Ну да ладно. Здесь написано, смотри, про карты что написано. Я хочу зачитать, чтобы остальным всем было понятно. Заново вычерченная карта Иберийского царства или всей Сакартвелу, карта пространства между двумя морями, Понтом и Каспием, Понт это Черное море. Картли, Самсхе или Месхия, Осетия, Дзурдзукетия, Рани, Имеретия, Одиши или Мигрелия, Абхазия, Джикетия, Гурия, Сманетия, Армения, Кахетия, Ширван, Лакия, Алекия или Дагестан, Кипчакия или Малая Кабарда, мною с рвением и радостью служившим вам царевичем Вахушти. Третья карта, царство, здесь третья карта, царство Картли со всеми ее границами, с рекой Беруджи, Абоци, Деберло и так далее, Кист, Дзурдзуки, Глигвы, вокруг Кахетии, ранее Армения, Джаватхи, имеет напечатано 7 января 1935 года. В то время в Охошке Багратионе вообще не существовало. То есть, чтобы было... Нет, конечно. Да. Смотри, дальше смотри. Здесь момент есть. Пятая карта, дошедшая до нас лишь в неполном виде, имеет заглавие. Карта, начерченная заново владением Мавакани, то есть Червана, подвластная и так далее. Того Охошки 1735-го заново напечатано, говорит. И здесь был один момент, который... Личное участие, смотри, вот возвращаясь к нашему с тобой разговору, личное участие в Охушке в производстве топографических съемок территории Грузии представляется вероятно, но еще не доказано. То есть даже когда эти карты делались, что он участвовал, не доказано. Это 60-х годов. В отношении второй, менее качественной части топографических материалов карты Вахушти может быть высказано следующее соображение. Для изображения территорий, расположенных за пределами подробно изученной площади, грузинский картограф пользовался печатными картами, более совершенной по сравнению с первым атласом изображения Каспийского побережья Северного Кавказа. То есть здесь написано, в частности, например, работами он использовал работы, здесь говорится, Ф.И. Саймонова, как известно, усовершенствованная карта Каспия. И здесь дальше говорится. Также он использовал предшественников, в том числе Абелиани и Вахтанга VI, деятельность которых была подготовлена почвой для работ в Охушке Багратионе. То есть они указывают,
Что случилось? Смотрите, все географические названия. Devam et bakalım. Мелхи, 1,000,000% чистейшие ногчи чеченцы. 1,000,000, если не миллиард. Смотрите, извините за то, что, как вы знаете, я повторяться не буду, но произошла, как говорится, через каждый час заканчивается время. Смотрите, личное участие, как я вам сказал уже дальше, составлена в съемке Саймонова, Ван Вердена и других русских и иностранных исследователей, была в период 1720-1763, издана несколько раз. Суммируя вкратце данные, касающие происхождения географического и картографического произведения Вахушти, приходим к выводу о том, что последние представляют собой результат. Прошу, послушайте. И он говорит: суммируя вкратце данные, касающие происхождения, проходит к выводу в том, что последние представляют собой результат синтеза различных материалов. Чтобы было понятно, синтез — это как раз таки объединение чужих работ вместе со своими. Пока ты читал книгу, этот Хаси, и чуть не задохнувшись вновь и вновь, задавал вопрос, откуда появилось название чеченцы и кто его дал. И ему сказала, вы лучше спросите, когда появилось название Нахчи. Чеченцы, название, когда появилось? Год тебе назвать или что? От кого? От кабардинского названия, от осетинского названия. Цацаны или же чачаны. Оттуда и появилось. Русские взяли у них. Ну, по официальным другим данным говорится, что отселение Чечен-Аул, что впервые упоминается в 17 веке. Что ты еще хочешь узнать? То есть, когда тебя и тебе подобных вообще не было. И Хаси им говорит, что он не видел ни одну карту с названием. Ну, он не видел. Знаешь почему? Не видел. Потому что он не знает. Он и своей-то истории не знает. Как он может знать нашу? Пускай посмотрит у Гумбы, найдет. Слушайте, ну, любитель наш боевой Нарниц Хаси, суммируя вкратце данные, касающиеся произведения, синтезом является результат синтеза различных материалов. Вахушти, как исследователь родной страны, имел в Грузии предшественников, и в том числе Арбеляне, Вахтанга IV, деятельностью которого была подготовлена почва для работ Вахушти. То есть они говорят, не считая Ван Вердена, Саймонова, Арбеляне и Вахтанга IV, он взял это и использовал. Понимаете? Вот и все. Он использовал. Дальше. При оценке роли географического сочинения, и это для тебя, Хаси, ты же любитель у нас сказок. При оценке роли географического сочинения карт в Вахушти-Багратионе в деле изучения Кавказского перешейка следует иметь в одно обстоятельство, затрудняющее нам эту оценка трудов грузинского ученого и отводимое им место географического изучения страны долгое время было гораздо скромнее, чем оно заслуживает, и так далее, и так далее, и тому подобное. Так что, конечно, здесь же написано, в значительной мере автором используются грузинские рукописные материалы. По явлению этой группы источников труда Вахушти уже многое сделано историком. Большое влияние на труды Вахушти оказали древние грузинские летописи, сборник из известных под названием «Картлис Совреба». Влияние это сказывается как на исторических экскурсах, столь частных сочинениях, так и при обзоре обоснования географической номенклатуры. И так далее, и так далее.
Поэтому мы что можем сказать? Можем сказать то, что, конечно, рассказывать можно сколько угодно. Да, кстати, Масси, Алхаси, слушай, ну на карте кто есть, кого нету, карты я публикую. Чеченцы, будь то, или Нахчи, будь то. Нахчи это самоназвание. Чеченцы, картографы, если бы были бы в то время известные, наверное, бы зафиксировали. Да пускай плачет. Зачем? Зачем? Это норниц. Оставьте, вы же хотели веселого. Вот и оставьте. Поэтому оставьте, пускай. Поэтому, слушайте, еще немножко осталось времени, конечно. Не так уж много, как говорится. Башла, один момент хотел уточнить. Сейчас вот стало таким модным, не модным, а писать там чачан, 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 типа как будто это какое-то зазорное, позорное слово. Ну, давайте Ну, это начнем с они того. так Не, думают. я хочу уточнить один момент, что разные народы нас называли по-разному. Начиная от шашан, сасан, чеченцы, чачаны, ну, неважно. Ну, тогда возьмем один момент. Начиная от острова Чечен, заканчивая за горой Эльбрус, перевалом Чеч и Чач, есть, я, по-моему, тебе скидывал карты, где вот почему-то они не любят говорить, что у них самая значимая гора называется Малчачкварт. Малчачкварт. Петь с горы Чечен. Чечен, квартир Мал. Вот, она находится у них рядом на границе с Грузией. Потом у них есть ущелье Чечен. На картах указано 1940 года немецкой карты она указана. Всего около 19 названий горных вершин, ущелий, холмов. Еще один очень в Кабардино-Балкарии находится любимый маршрут альпинистов советских, перевал Чечен. Эти все фотографии, карт, скрины у меня есть там около 19 карт разных источников, современные, в хорошем качестве. Но если это слово чечен, чач так позорно и чуждо, как они говорят, там, тюркско-закаспийское, азиатское, то почему все горы от острова Чечен, возьмем, да, и до горы Эльбрус, ну, не считая там несколько важных Казбек, там, не тех тому гор, называются этим словом. Вот откуда они там появились? Кстати, в самой горной Ингушетии находится 4 этнонима с Чеч и Чач. И очень высокая гора, почти за 3 километров. Вот как она там появилась? Тоже, наверное, кумыкский, тарковский князь, да, построил эту гору и назвал. Ну, там Вот. не столько кумыкские, они говорят аварские. Они рассказывают же про урочище Чечен-Тала, рассказывают. Ну, да, неважно. Понимаешь, надо же. Просто идиотизм заключается в том, они говорят, что вот этот князь аварский, когда прискакал, что там была плита с надписью, где было написано Чечен-Тала. Одного не могу понять. Если этот человек основал там село, кто на этом камне написал Чечен-Тала, если даже написал? Вот. И плюс ко всему, самое интересное, там рассказывается еще нестыковка, знаешь, в чем самое интересное? Когда он прискакал туда, то есть он говорит, он скакал, охотился и заблудился. Попал в эту местность, увидел плоская местность, и там был камень, написано на нем было Чечен-Тала. Во-первых, на каком языке он его прочитал? Если он был аварец, он тюркский язык мог и не знать. Во-вторых, если это были кумыки, то дальше, что продолжение этого рассказа, его побили там сунжинские, терские казаки,
которые были переселены, порубили его, откуда он убежал, поселился под Хасавюртом, где ему сказали, что он должен пойти бить челом кизлярскому коменданту, которому он пришел, написал письмо: «О, великий падишах, я бью тебя челом, прошу, чтобы ты эти земли оставил и закрепил за мной». В каком веке на Сунже появились вообще терские казаки, сунжеские казаки? Самый интересный момент. Да. Каких 16... Не, Башлам. Еще один момент, что вообще происхождение всего казачества, терских, гребенских, это было после 1520-х годов, когда с Гюна выдворили Уэрза. Уэрза, по данным Бакаева, основатель вообще казачества на то время в Руси. Ты Терских тем более. Да, Черленый, да. Он основатель вообще казачества. Но если он с Гюни был прогнан и поселился там в начале 16 века, то в каком же веке этот скакун прискакал и прочел надпись? И тем более там казаки оказались. Это просто-напросто. Нет, знаешь. На карте Ермолова, Башлам, ты, наверное, видел, на карте Ермолова указано 2 чечен-аула, старый и новый. Да. Так надо... Нет, но кроме этого, мы с тобой видели прекрасно, Да. Мы с тобой видели прекрасно не то, что этот грузинский царевич, который впервые упоминает город, как раз-таки назывался город Чачан, город. Да. Вот куда он прискакал, уточнить им надо, а то неразбериха получается. Это, конечно, сказки просто-напросто. Эти сказки заключаются в том, что каким бы путем, что бы кто бы ни говорил, им нужно просто-напросто максимально оскорбить и принизить это название, понимаешь? Вот тогда надо сменить... Они сперва давали ему национальный окрас аварцев, то есть хотели принизить, что сильные названия это придумали. Потом они говорят, что это красивый чечк, там это на кумыкском языке. Потом они прописывают кумык. Но кумыки, правда, сами далеко уже ушли, некоторые их фантазеры. Они говорят и тумкали их название, и галанчож их название. Они еще те фантасты, конечно, есть среди них тоже. Но не забывай, Кстати, я тебя перебью. Оказывается, слово гала, кала, на самом деле не тюркское. Не тюркское. Уже, да, они его... Кала, я не слышал. Кала. Уральская же? Нет. Говорили. Гала мы говорили, но пишут кала, там, Махачкала, там, Ханкала, туда-сюда. Но само слово кала, гала, оно до сих пор считалось тюркским. Оказывается, оно даже не тюркское. Вообще так, имею в виду, если я так. слышал, если я не ошибаюсь, у Хасана, я слышал, что это уральское слово, честно. Да, уральско-шумерское слово. И перенятое имя у нас. Калай, Керты, и вот что это вот местность, этой местностью, да, Олшил, что с тех пор, то есть это до появления тюрков, что это название уральское, что у урартов как раз таки переняли тюрки. Да, и еще сейчас Российская академия наук историческая, профессор, фамилия забыл его, недавно читал его, смотрел, он утверждает, и достаточно логично, что название грузинам, самоназвание грузинам, Картвели, дали в Передней Азии шумеры, их называли Кяртлай. И Кяртлай, как они утверждают, чисто чеченское слово. Вот это... То, что на самом деле, то, что говорит Имар, и то, что говорит, как раз таки он же говорит, что и грузины являются и фетитскими потомками, то есть потомками Ноя. Тут есть своя, просто многие грузинским ученым не сильно верят, и грузинским, честно сказать, и армянским, и грузинским, кавказским ученым многие не верят. Нет, в советское время, вообще, научная, так скажем, сторона, вообще не обращала особого внимания, не брало ни в какой расчет армянские и грузинские источники. Хотя в Армении, в Грузии, как каждый второй вор в законе, также у них каждый второй историк и академик. Они там, не знаю, вино, бочку давали, вот эти в советские времена академические звания друг другу. Их очень много там. На одной улице по 5-6. Но, тем не менее, хотя Советский Союз признавал их,
Но их труды, там старые вот эти вот их записи, данные в оборот не брали, на них не ссылались. Вот любую книгу открой, советскую Да, я же энциклопедию. поэтому говорю, я вот когда брал вот, работы других, даже у тех же турков я смотрел, брал ты знаешь, самые ненадежные у них были греческие, грузинские и Да, армянские. Ну, это есть, это вот раннего мировая периода история. греческие, а вот более позднего периода Да. греческие, грузинские, я не знаю почему, на чем они основаны, но они говорят, что они в основном на мифах, на сказках, что это неправда, якобы доказательной базы слишком мало. Я, конечно, ни в коем случае это не подтверждаю, но хочу сказать о ефетитском происхождении, хоть и странно, они очень сильно забраковали Мара и посчитали его уже в конце даже анафему, объявили, что он там якобы у него шизофрения, что он совсем дурной. Но его теория, если по сути брать о происхождении, грузинском происхождении грузинов и чеченцев, кстати, я не могу сказать всех грузинов, а именно конкретно, которые вот живут с нами на границе, они, получается, северные грузины, у них ДНК почти что один-один наш, что у нас одно, как бы, получается, происхождение. И то, что они могли, как и мы, происхождение, как И еще потом, один ну, момент, вот часто любят некоторые говорить, что вот Центральный Кавказ, мы в самом центре Центрального Кавказа. Центральный Кавказ считается от горы Казбек до горы Эльбрус. Вот все, что между этими, считается Центральный Кавказ. Все, что от Казбека на восток, это Восточный Кавказ. От Эльбруса на запад, Западный Кавказ. Этот момент почему-то многие, когда пишут мы живем в Центральном Кавказе, там чуть ли не в сердце самого Кавказа, да, почему-то этот момент... смысл там говорить Центральный Кавказ, не Центральный Кавказ. Я тоже не понимаю. Просто географическое определение вообще, по сути, Закавказье, можно ли считать Грузию и Армению за Кавказями, Северный Кавказ, за Кавказье, это неправильно. Кавказ есть одно единое целое, просто с одной стороны горы живут одни нации, с другой стороны этих же гор живут другие нации. Хребет Кавказский просто за ним, и название дали. На самом деле, ты же знаешь прекрасно, что в Европе и в Америке до сих пор называют кавказианской расой всех европеоидную расу. Просто в советское время принципиально пошли против и назвали ее там, и кроме этого не признавали и про Урарту. Они же, видишь, как пишут о Урарту, Хуритов, близкородственные чеченцы. Даже в советское время они не хотели признавать, что чеченцы и урартийцы это одно и то же. Близкородственные. Написано везде. Ну да, ну вот в оригинале вот этот ученый Бунак, да, который там расами занимался, вот у него в оригинале, наоборот, он пишет, что вот сейчас, которые говорят, что, ну, вот это, что более всех, у кого сохранился кавказский генотип, это там мы такие сяки. Так у него в книге, в работе научной написано, что наоборот, это переходной вариант расы. Он его не относит ни к кому. Я могу книгу эту показать. Он его вообще не относит ни к какому генотипу. Наоборот, называет его переходным. Хотя там чеченцев относят к кавказцам. Адыгов относит к кавказцам. А вот к переходным почему-то он включил вот этих самых древних. У него прямо прямым текстом, черным по белому написано. Вот что самое интересное. Ну, честно сказать, автохтонные народы со времен Блюменбаха мало что изменилось у них, честно сказать. Он четко указал, кто является автохтоном. В то время не было некоторых просто упомянуто, поэтому кто бы что ни говорил, можно. Ну, хотя пока мы вот говорим вроде бы о правильных вещах, здесь освободила отключиться идет. Я просто не вижу эти. Я вижу комментарии, там уже чуть-чуть ДНИ на недячку я убрал уже.
Вот так один человек заходит, и я ему сказал, хочу уаля, хаю хагой чувствовал. Есть карта, где написано Нахчиба. Есть карта, где написано Нахчи. Есть карта, где написано Нахчиматяне. Просто-напросто смотри. Главное, самое интересное, что он это не чеченец, вот видишь. Гумба. Гурам Гумба. Книга основанная. Здесь является доктор исторических наук, профессор Академии наук Ачугба Ахмадов, Свинари, кандидат исторических наук и так далее и тому подобное. Я хочу, чтобы просто-напросто в следующий раз, чтобы вы знали, чтобы мне не говорили или другие вам не говорили. Посмотрите, здесь на 540, сейчас он, 541, черно-белая карта, Нахчиматьяны. Видите, вот здесь, Нахчиматьяны. У вас просто будет обратно. На странице покажу. Это еще во времена Албании. Смотрите. На странице, сейчас я вам скажу еще, где указаны. Сейчас, чтобы было понятно. Так. Прямо написано, чтобы было. Смотрите. На странице 547. Большим зеленая карта написано Нахское государство, объединенное в 6-4 веках до нашей эры, чтобы было понятно. Страница 547. Я, конечно, могу врать, но видите эту карту? Видно? Видно? Зеленый, видите? Нахчиматьяне написано. Это страница 547. Хорошо. Дальше смотрим. Карта 548. Смотрим. Аорсы, Меото-Саркисский союз, Аорсы, Албания, Медиатропия, Понтийское царство. Посмотрим. Посередине. Зеленая. Видите карту? Нахчиматьяне написано. Нахиматьяне написано. Смотрим. 549 страница. Нахское государство, объединенное в 3 веке до нашей эры. Между Аорсами, Албанией, Мидией, Колхидой и Меото-Саркисский союз. Смотрите, зеленая. Нахчиматьяне. Еще одна карта. Ну, чтобы вы не говорили. Я показал вам 5 карт с одной книги Гурама Гумбы. Книгу, кто бы что ни говорил. Здесь, кстати, автор выражает благодарность Хашагульговой Розе Османовне за содействие в 4-м издании настоящей книги. Хашагульгову, если я не ошибаюсь, это ингуши. Кстати, они тоже принимали здесь. Ачугба, Ахмадов, Свинария. Здесь совета, смотрите, утверждение к печати ученым советом Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулия Академии наук Абхазии. В 2016 году напечатанная книга. Это научная работа, посвященная комплексному исследованию вопросов древней истории нахчиматьянцев, чеченцев, ингушей, ицова, тушина, бацбийцев. Основывается, ну, потому что в то время мы были единым целым. То есть, вот такая книга, вот такой переплет, толстая. Кто хочет, может себе достать и прочитать. Если кто говорит, что нету карты, не задавайте вопросы. Мне, честно сказать, я на многие вопросы даже не отвечаю, потому что мне кажется, что это некое издевательство. Вам сказали, что есть. И мне зачем сочинять? И меня кто не спросит, я могу показать. Вот здесь указано. Карта, мы много какие карты. Мы публикации, многие говорили, что чеченцы вообще, как и селение, якобы там ангуши появилось позже, там говорили, что он там чуть ли не 18-19 веков. Ну, нашли карту, где упоминается в 16 веке. Куда вам еще больше? Как чеченцы название в 16 веке нашли. Я уже не говорю о том, что было ранее, что в 1310 году, то что в 1007 веке, если говорят Нахчиматьян, тут и Угумба показывают, и остальные. Что вам еще нужно? Какие еще доказательства? Конечно, в советский период, более, когда было все сложно, когда все доказывать было очень сложно, найти трудно. Но вы видели, карту 17 хорошо, Советский Союз.
во время, когда не было, он гайтер нас, 16 17 нет, 16 веке, в да, 16 веке я видел эту где карту. в 1953 Академия наук СССР Для выпустила МВД. карту Для МВД. для По заказу МВД. МВД. Да. Чтобы вы знали, чеченцы не могли иметь никакого отношения к этой карте, потому что они были депортированы. Нас не вернули даже в это время. Нас не было в Чечне, у нас не было ни одного представителя в МВД, чтобы там подсунуть и написать чеченцев. Написана карта в советское время, когда чуть ли не за любой провал или, извините меня, оплошность могли расстрелять. Написана карта, где написана огромная территория от моря чеченцы. Да, я эту карту держал. Война, Я эту карту держал в том году в руках. Вот. Все проверил. Кстати, поэтому, она издана в Тбилиси. Тем более. Она издана в Тбилиси. И начинает эта вот выдумка чечен. Да не выдумка, это чеченская. Эта карта, эта книга куплена, привезена с Грузии. Она в Грозном. У одного человека, который этнографический ресторан-музей открыл. У него лежит эта карта. Ты можешь завтра поехать посмотреть ее. Я же говорю, то, что когда я это публикую, то, что мы делаем, нам, в принципе, упрекать нас в том, что это сделали чеченцы, его нет вообще. Нету смысла никакого. Кстати, этого Хаси-Маси, который написан был на аргенте, я удалил, прошу, так что дальше карты, которые у нас есть и которые мы находим каждый день, мы публикуем. Я не то, что их, я подключил наших братьев с Франции, с Германии. Они, когда заходят в каждый книжный магазин, находят глобус, они делают видео, фотографии, скидывают меня и показывают. Все, что есть, где находят. Карты, которые мы нашли в 16-17 век, где написано от Каспийского моря и вплоть до Эльбруса, на огромной территории написано чеченцы, найдена была в антикварном магазине в Австрии, в Вене. Оттуда его сняли и прислали мне. Поэтому мне ничего от себя выдумывать не стоит. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, ни одну карту, имеется в виду, чтобы вот нарисовать, сделать и потом ее публиковать, я этого не делал. Никогда. Сам. И меня упрекать, откуда ты нарисовал, от этого ты взял. Если кому интересно, если вы зайдете в грузинские карты, там очень много грузинов карты, где чеченцы записаны, как Кистетия, как Дзурдзукетия. В последнее время под влиянием некоторых наших нордийских поправителей, они пытаются, чтобы не написать чисто чеченцы или нахчи, они начали писать туда войнахи. Поэтому с Малой Кабардой и Малой Чечней, где сейчас расположены Ингушетия, тонкой линии. Не понял я, честно скажу. Вот такие вопросы. Поэтому дальше будет еще больше интересного. Если у меня получится, я, конечно, всяческим путем постараемся сделать в следующую пятницу эфир, стрим. Вопросов много, и сегодня даже половину не смогли, просто я уже знаю, что уже 4-й час, кажется, или 3-й, 4-й, кажется, час мы уже ведем, у меня все набирается, и потом резко приходится все говорить, и мы обязательно поговорим о трудах. Кстати, что касается грузинской истории, наших взаимоотношений, отличная в советское время написанная книга, великолепно, мы ее начали только читать, просто я почувствовал, что многие немножко, у нас же не любят научный оборот, нас любят, когда рассказывают что-то, вот такие хайповые темы, вот такие движухи нравятся нашим. А когда ты что-то зачитываешь, говоришь, вот, понимают не все. Конечно, есть контингент определенный, который понимает. Поэтому вот эти карты, которые ты говорил, там, с головами чач, чеч, вот эти вещи, многие люди даже понятия не имеют, что есть гора называется, вот дословно на чеченском языке, по-моему, около 3000 метров. Да, ты мне... Да, есть, я тебе скину. Мал Чечкварт. Ну, Пети
с вершин Чечкварт, ну, с горы Чечкварт. Ну, если Чеч и Чач такое позорное слово, Да почему не почти самое... позорно это Не-не, просто. ну они Если сейчас бы, так интерпретируют, типа вот так, вот это вот ну это, вахушки. да, это Да, понимаешь, тут да. проблема в чем? Они не столько, там проблема не в том, что ЧЧ, они в чем у них фишка. Первую эту карту им кинул Красный Горшок, Сюли, вот, то есть разгонки. Он им дал, вот давите по этой карте, на этой карте чеченцы, они под влиянием Не, ну если якобы. вот это Это мелочи. только для этого Не, ну закинули. хорошо. Давайте мы тогда начнем. Мы же не цепляемся за слово ангушт, который с иронского переводится как орех, ореховая роща. Вот с осетинского языка ангуш дословно орех, ореховая роща. Ну давайте их называть фисташками. Да, нет, Не, я ну это честно скажу, мелочь же. это, конечно же, это все Да. чушь собачья. Потому что никто, ни один ученый, нигде, кроме вот этих норнийцев, что с Востока, что с Запада, которые любят рассказывать эту тему, ни один научный материал нету от того, что чеченцев создали или название создали. Даже нету этой версии, что произошли или от кумыкского названия, или от аварского названия. Если бы хоть малейшая зацепка была бы, я даю голову на отсечение, что советские или российские ученые давно бы зафиксировали этот момент и записали бы. Но есть только три варианта, которые: отселение чечен, раз, это основное, самое важное считается, от названия чечаны, которые называли кабардинцы, черкесы, и от названия цацаны, которые сасаны, цацаны, которые назвали осетины. Ну, Вот только да. три эти версии, которые являются достоверными источниками. Остальные не от кумыков. Нет, во-первых, кумыки нас никогда не называли ни чечанами, ни чечанталой. Они с самого начала, как называли с первого прикосновения, когда они узнали, когда они дошли реки Мечик, начали нас называть Мачхошлар. С тех пор ничего не изменилось. Так они называют Мачхошлар. Поэтому в более позднем периоде. Не, рутульцы, те же лезгины, да, они называют нас нохчи. Да. Рутульцы сегодня нас называют нохчи. Любой рутулец. Лезгины называют. Да. Нахи они говорили. Нахи называют. Да. Нахи называют. Нахи. Но не нахи, а нахи они говорили. То есть, когда связывались, как ваши старейшины называли, они говорили нахи. И еще вот царство Нахши в Египте в одних источниках исторических, ну, сейчас по этому направлению ведется работа, насколько я знаю, там зафиксировано в некоторых данных, сейчас они занимаются переводами, изучением царства Нахчи 2500 лет назад до нашей эры. Есть такой момент. До тех будем ждать, пока точно появятся какие-то доказательства. Ты знаешь, я никогда не люблю бежать и не советую никому из нашего бежать впереди. Сегодня, на сегодняшний день зафиксированы, доказанные многими, не только грузинскими и другими учеными. Есть география 7 века, есть грузинские источники, но до сих пор с пеной у рта норнийцы доказывают, что это все по ошибке написали. На самом деле не было такого названия и так далее и тому подобное. Почему? Потому что ни глиговов, ни других остальных названий не было, когда грузины зафиксировали. Я перебью. Кого интересует карта, где написано Нахчи, мне в личку напишите. У меня турецкая карта есть, по-моему, 18 век. Там написано турками, турками написано Нахчи. Пару карт у меня есть. Там карта, серия, номер, кем, когда созданы, все данные есть. Тем более. Да. Я год точно не помню, но у меня с прошлого года эта карта есть. А тебе, Башлам, вот этими с названиями чечен, Ты мне скидывал, у меня есть. Есть у тебя, да? Конечно, ты мне скидывал. Да, вот в Грузии, да, за Кавказским хребтом, где живут чеченцы, да, есть населенный пункт Чечкенти. Чечкенти.
Вот до сих пор есть оно, там живут люди. Это Это где? тоже, это получается ущелье, Государство какое? Грузинское? ущелье реки Алазань в Грузии, это Восточная Грузия. Грузия, да. Да. Там есть населенный пункт Чечкенти. Ничего по-грузински я проверял, это не значит. Только Нуахчич, Чечкенти, Нуахчикенти. Там, и самое интересное, там живут чеченцы. Да. Тоже прискакал, камень нашел, да, чечен? Да, там тоже прискакали, наскакали, это тоже видно. Но обязательно, да, Аллаха, мы на сегодня, наверное, я уже оставлю уже 3-й час скоро. Да. Уже дам людям отдохнуть, и чтобы поспали завтра все-таки на работу. Он заходить тоже. Огромная благодарность всем сегодня, кто у нас был в эфире. Всем, кто сегодня не поленился и поддержал наш канал. Сколько там сегодня человек? 6, да, или 7 человек понемножку поддержали. 6, кажется. Им огромное спасибо, благодарность огромная за то, что хоть чуть-чуть, но поддерживаете, потому что без вас мы бы не смогли бы дальше вести свою работу. По мере возможности я постараюсь, я Ибраиму напишу, если у меня получится, если этот человек будет дома, чтобы мы смогли провести эфир в пятницу, анонс сделаем. Приготовьте свои вопросы, если у вас есть. Еще раз вам говорю, проблем показать карты, показать книгу нету. Со вставками, врезками. Для всего этого должен быть свой. Я не могу сейчас вам показывать что-либо на телефоне. Имеется в виду, кроме как вот так повернуть или на экран показать, а там показывать зеркальностями отражение, то есть вы не увидите, понятно не будет. А так показать я вам не могу, потому что чужой телефон, у него в архиве, как говорится, в архиве нету ни фотографий, ни видео, ничего. Поэтому использую так, как могу. Я вам сказал, я постараюсь чтобы мы максимально могли сделать полезную для нашего народа работу, важное, нужное. Все, что у вас накапливается, собирайте и задавайте в прямом эфире. Желательно, конечно же, до тех пор, пока сегодня этот нарнеец не зашел и начал говорить, увидели, ничего плохого нету. Огромное баркала моим братьям, нашим братьям, адыгам, черкесам. Рад у нас и обязательно следующее, как говорится, мы сможем сделать, как про наши взаимоотношения, очень много материалов, очень важных. Заранее, как говорится, забегать не буду. Публикации постараюсь сделать. Вы посмотрите публикации, что вам интересно, отмечайте. Пятница, субботу, воскресенье. Постараюсь из этих 3 дней. Опять же, зависит от этого человека, если он будет дома. Пока мы не нашли какого-нибудь себе спонсора, будем работать в таком военном положении. По мере возможности будем давать заранее знать. Поэтому я хочу попросить прощения у моих ютубовских братьев. Я в Инстаграм опубликовал, я забыл сказать Ибраиму, чтобы он в Ютубе анонс сделал, объяснил людям, почему нету эфиров. Поэтому технически тельпо галиалла гойчо цундера нисталурвай. Цундеря яхша эфире хауса дуэ. Пока ищем хорошего донора, спонсора, найдем, будем зажигать еще сильнее. Пока так что, как есть, то есть. Если у вас есть вопросы, пишите в директ, задавайте карты, книги, если какие-то интересные, что-то касающееся про наш народ. Без разницы, где бы, в Монголии, в Китае, где бы ни был, но касающийся нас, если материал есть, скидывайте в директ, мы обязательно опубликуем важное, нужное, четкое, так говорится.
От вас я прошу только одно, особенно моих братьев, кто проживает за пределами Чеченской Республики, Европе, везде, где бы ни были. Подписывайтесь на наш телеканал. Все наших братьев адыгов прошу, наших братьев, все, кто любит, уважает братские Нохчи народ, подписывайтесь. В Европе аш был, Массана аш был, Нохчишка, Иордания, Шейм, Мисря, Ирака, Массана аш был, Мав Бали, Мав Гузиха был, Нохча, под Иязду وای kanal ana وای نوچه قوم خلاص نوچه متى حد يتردوشون وای عاسق متى يتردوشون وای مرغ وای история خلاص دقة هم شكور دوشون يش дол هم شكور دوشون وای قوم пейден дол هم شكور دوشون. От вас прошу, чтобы вы максимально подключились, подписались. Не обязательно там задавать вопросы только с одной стороны или с другой. Если у вас есть возможность, просто слушайте нужные вещи, задавайте правильные вопросы, и да, у вас все будет хорошо. Мы не ищем никаких разговоров для фитны. У нас нет врагов ни с севера, ни с запада, ни с востока. Честно сказать, мне, честно, и норнийцы не настолько интересны. Просто когда они занимаются фитной и закидывают всякую чушь, вот, приходится отвечать. А так, все остальное мы максимально пытаемся только ответить на негатив и неправду. Мы пытаемся только заниматься своей историей. Важная, нужная история, география, культура, этика, эстетика. Все это, касающееся нашего народа, для нашего будущего, для наших потомков, мы изучаем. Да. Кто-то в этом видит национализм, кто-то видит что-то другое. Но если вы задумаетесь, если вы прислушаетесь, все это, брат, опубликуй номер карты, если что-нибудь такое, чтобы поддержать твое дело, можно было. Но слушайте, я опубликовал номер карты, я сейчас просто-напросто думал, что никто, вот видишь, вот он есть, я его опубликовал. Я не знаю, не видно было. Что я сделал?